Ну, там микс, там разные темы, без разницы. Любая тема Все можно ясно. чем угодно. Ну, как я уже говорил, днем ислам, ночью гужбан. Вот, короче. Да, так. Марта До вот так. обеда Рузбан, после Да, 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 обеда да, 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 Гужбан. да. Ну, у нас сейчас Рамадан, поэтому днем надо будет. Днем Рамадан, ночью Гужбан. Так, И что? заходите, Сейчас там, поднимайтесь. я так полагаю, Спикер. Барет, Лора, где наша волонтерша Лора, где Владимир? Витаю, Владимир. Ребят, подписывайтесь на радио Маша. Да, Все давайте подписывайтесь на украинцы этот тоже. канал. Да, да, я же говорю про вот сейчас они. И с Израиля есть, вот ребята подошли, и с Украины есть, со всего мира есть ребята. Вот сейчас они, так, надеюсь. Ну, вот это вот, Израиль, иранско-американскую тему тоже. Да, Если можно поднять, новости пока есть какие-то есть, возможность у да. меня говорить, я бы тоже поговорил бы, объяснил бы, спросил бы. Вот ребята сейчас, думаю, у них тоже есть что сказать. Сразу, ребят, я представлю вам этот канал. Это канал Радио Маша. Вот. Это демократическая партия. Ну так, если говорить по ТикТоку, так называемая. Но есть свои сайты, есть свой телеграм-канал. Могут написать в личку Радио Машу, перейти на эти каналы, посмотреть, обсудить, что и ознакомиться с теми или иными, ну, как бы, это не только новости, не новостные, это канал, а, в принципе, такой партийный, можно сказать, Ичкерии, ну, Чеченской Республики Ичкерия. Аль Капоне, можно я поставлю свои 5 копеек? Конечно, можно, я вообще отключаю. Да, да. В 2007 году это кризис, в 2014 году. И просто за крах Европы, Бог, богачу. Сажим за кризис, хочу, ока, сажим копеекш. Доллар, а беш бол бобы, доллар алдошу, баш заметно цагулоне. Просто АМ Гадешник Эрдераса, когда ты говоришь про 2007 год, оно абсолютно, мы не в курсе. Вот то, что сейчас сказал по поводу копеек, да, это и третий проблема в кризис, и другом. бор. У нас проблема, у нас кризис был в другом, поэтому международный кризис нас не интересовал, потому что антитеррористическая операция проводилась до 2009 года. Поэтому в 2007 году она проводилась, и нам абсолютно не до международных кризисов и так далее. У нас, в Заметно, принципе, Бяхмубилас, я уже здесь Нет, в Европе в 2005 тут чуть, году. да, тут чуть раньше просто тема у нас, мы как бы Да, начали ее. из-за Алго. Там вот эта волна кризисов, да, ну, один последний, там мощный, потом пошли уже вот эти войны. Ибрahim, ты можешь модерку дать, если ты же ведущий? Да, я могу. Модератор может поднимать или только ты можешь? Может. Просто у тебя мобильной версии, ну, не версия, а в этом вроде бы нельзя. Ну, сейчас попробую. Ибрем, солга чорхан, муха слона делать алга чорство. Шаил и пропаганда, я чинс, вот Европа, рухнется здесь дебош. И ца бадаться шуни. Алга Давай чорство. все-таки вернемся к теме. Самая актуальная тема, конечно, на сегодняшний Суавака день. Ибрем, Мабах, бяхмубила. Ибрahim, Мабах. Мы послушаем, просто сразу к теме перейти. Давай, не будем куй железо, пока горячо штукас. Куда ты собрался?
Сиди, У это тебя не вроде было. я мою модер. Просто яцер управление гостями яцер. А, Ицису. Да, вроде халам. Ты раз попробуй кого-нибудь запросить. Не, нету, здесь не работает. Подожди, А нет. показывают, что все как будто приватные, все аккаунты. Ну ты сейчас, у тебя есть модерка. Попробуй тогда кого-нибудь скинуть, например, АМ. Он сейчас выйдет, Вы только... у Аллаха, как мы была. Все Я не просто, могу ни скинуть, ни поднять. Не поднять, не скинуть я не могу. Не, нету. Смотри, когда ты кликаешь вот на мою аватарку кликни, посмотри, не показывает модушку. у Аллаха, more возможностей-то. Просто у Арва лишена этих Но, кратко объяснить, буга Хьюга, обычно Ермиун, Аль я Капоне, у выход тебя есть модерка, возьми его, вот сейчас YouTube тюр проверь. ар мугвало ишт Арвалону. YouTube Как тюр раз проверь его, попробуй его отключить. Я не могу не отключить вообще ничего. У тебя версию, которую ты открыл, она ну, немножко другая. Поэтому я спроси, у кого здесь еще модерка есть. Они могут, вот, допустим, скинуть АМ. LD, по-моему, системе отключить ахую эффективность. Сунде дуйте LD. Не, они, видимо, чуть-чуть подкорректировали. Тут сейчас по-другому вот это дело. Тут можно менять фон. Короче, новая функция добавилась. А так просто можно отключить. Солнце Аллаха обстоятельствует, масит летающий, солнце Аллаха. LD у тебя нормально же работает все. Вон Так, это он в списке, у него списке. нет модерки, кто-то говорит. А Подожди. что за список? Черный список у кого-то? На меня накатал кто-то? Ну как ты будешь в каком черном еще списке? Я вообще не знаю. Без мунта понятия. ар лёгчувах тыкас. А YouTube тюр массана обычно ар мугвал окно битаин Арвалон. Someone let it happen. وقع عام إكس تعليق خلق مدعتني. X boy, X boy, да. Сон, лаха, boy. Лаха, иктива, шорсту, дак, была. ودعت. Аль Капоне, Хьюга, модерки, у тебя есть модераторство. И было оно уже у тебя. Я тебе его включить даже не включал. У тебя было, просто там вот этот тумблер был переключен, где... Может мне перезайти тогда? Подожди, я Подожди, сейчас что-то появилось. А ну-ка, сделать модератором. Да, сейчас. Подожди. Один момент. Ну-ка, сейчас. Вот сейчас попробуй. Сейчас его показывает, что он модер. Да, сейчас показывает, сейчас я проверю. Так, Да. куда наши гости все разошлись, пока мы здесь про модерацию говорим? Пока мы разбирались, кто куда. У нас тема, да, была. Какова была тема? Давайте Иран. по теме... Израиль, давай, Иран-Израиль для начала. Мы как-нибудь... Есть Украина, Иран-Израиль, Америка, соответственно. Ну, куда без Трампа? Трамп наш человек.
Афганистан, Пакистан, ну, тем очень много. В данный момент обстановка очень хочу. Не, вот Ну, это серьезно, да? Афганцы объявили джихад Пакистан, ну, а Пакистан объявил джихад Индии. да, малый джихад объявил один другому, другой третьему. Проблема в том, что в прошлом году был конфликт между Ираном и Афганистаном. Как раз там из-за воды, что-то такое они на границе было с исходом этих. Около 5 человек было погибших. Что такое? Афганистан объявил джихад Ирану. Потом через 1,5 часа он объявил, что он выиграл Иран. Иран в прошлом году обстреливал Израиль, потом Израиль обстреливал Иран, потом Америка подключилась, Иран заявил, что он выиграл Израиль. Ну, все хлопали, все радовались, праздник был в Иране. В соответствии с тем, что Афганистан объявляет войну Пакистану, Пакистан объявляет войну Индии. Индийский этот премьер, нет, министр обороны заявил уже официально, что они объявили джихад, это Индии. Касаемо Пакистана, Пакистан полностью под влиянием Америки, но сказал, что будет помогать Израилю, ну, поддерживает Израиль. Burada sesi jihad объявить мусул почалкш икет ешаться. Не, если Афганистан объявляет джихад Пакистану, это значит бачи-бази должны выходить. Если Пакистан объявляет джихад этому Индии, ну, у них там немножко другое направление. Чьят, никто. Это Иран же объявил джихад Израилю. Ну, кто мог? Вот только шииты должны подключиться и эти. Ну, я не знаю почему, но Армения вроде бы поддержала Иран. Вот. Так, тебя уже критикуют здесь. Лора тебя критикует, говорит, что хотел ее поднять, а потом задумался, короче, что вспомнил за свою больную спину. Сейчас поднимем. Кстати, Аятулла, если что. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Здравствуйте. Добрый вечер, витаю. Вы спрашивали по поводу... Сначала, для начала представиться. Ты сама требуешь на каналах, чтобы люди представлялись, сама поднялась. Представьтесь, пожалуйста. Аль Капоне, вы знаете, для простоты я как бы и свое имя, и местонахождение написала на никнейме, ну, чтобы не тратить время на лишние вопросы. Для некоторых это не, потому что оно я живу в Киеве. Ну да, я живу в Киеве. Я украинка, живу в Киеве. О, мать Тереза, да, теперь она меня видит вверху. Я очень часто бываю на стримах Оли Капоне, которые он проводит. И какая тема его стрима? Вы знаете, разные темы мы поднимаем. Изначально у Аль Капоне была такая желание, скажем так, помочь тем народам, которые находятся в войне, хоть как-то их отвлечь. Поэтому мы старались, знаете, вот немножко отвлечься от войны, но как ни крути, ну, то есть поднимались мы могли и как-то шутки, какой-то сарказм, даже новости мы рассказывали с какой-то долей сарказма. Но все-таки одна из основных задач Аль Капоне на своих стримах – это доносить правду о истории чеченского народа, о истории Нохчи, а именно о тех войнах, о том, что произошло с этим народом, потому что в 90-е годы не было таких платформ, не было интернета, не было таких площадок. И правда, очень многие, почти все люди были одурачены той русской пропагандой, которая неслась тогда же с каждого ящика. Как впоследствии такая же пропаганда неслась по поводу украинцев. То есть русские не меняют своих каких-то сценариев, ну, наверное, в силу ума или в силу лени, в силу их ленивого менталитета, они работают по одному сценарию. Вот, поэтому, вот, например, сегодня очень часто заходит Капоне русня, извините, я их так называю,
которые говорят, да, никогда чеченский народ не хотел отделяться, да не было такого. И они очень сильно удивляются, когда мы говорим о независимости, что даже была провозглашена независимость, была своя конституция. Вот сегодня опять как раз-таки мы ставили, у Аль Капоне есть много редких кадров и войны, и до войны, и после войны, послевоенной. Спасибо. Вот сегодня мы ставили редкие кадры, честно говоря, мало кто их видел. Это поздравление Жириновского, когда он приезжал на празднование одного из дней независимости. Капоне второй год, да, был? Или третий год независимости? Да, второй. Приезжал Жириновский, поздравлял независимое государство, поздравлял президента Дудаева. Вот мы прослушали его речь, и, честно говоря, абсолютно весь чат, у нас было очень много людей сегодня, абсолютно весь чат сделал выводы, что в его поздравительной речи вот уже прослеживалось намеки на будущую войну. То, что это все так просто не закончится. Спасибо, Ирочка. Вот так мы как бы и о серьезном говорим, и шутим. Ну вот сегодня, например, вот с долей сарказма, если вы понимаете сарказм, то я вам скажу одну новость, которая правда, это действительно правда, но просто как ее говорить серьезно, я не понимаю. Как ее, спасибо, Нахчала, как говорить ее серьезно, я вообще не понимаю. Но, значит, министр иностранных дел России Лавров сегодня официально заявил, что они не будут накладывать санкции на Америку. И вот, честно говоря, меня эта новость очень порадовала, потому что я очень за это переживала. Я не представляла, как будет жить Америка, если, не дай бог, Россия наложит санкции на Америку. Да, все. Но, слава богу, все обошлось. Милосердие. Вот добрый народ. Да, добрый народ, да. Вот прям порадовала меня эта новость, и как бы уже ничего не страшно в этом мире. Только за Америку переживали. Так что спасибо Лаврову, спасибо всем кремлевским. Успокоили. У меня... Здравствуйте, Ирина. Сейчас, минуту, пока Ирина. Единственная просьба, Ибраим, попроси, чтобы, не затрагивали сейчас, пока мы говорим, не затрагивали, вот я в чате имею в виду, вот именно религиозные какие-то выпады друг другу. جا Аль Капоне, что язу бьёх парма, язу. Ну, мы с тобой можем только попросить, да, потому что там... Ибраим, я не это, и инвайс, вот я тебя просто хочу попросить, ты не отвечай, тебе пишут, ты не отвечай, и все там, я же ничего не говорю. Пока идет диалог, как бы то ни было, хеч ома нах бо аспатинут бината хоша нохчиш воша бартбати иду и вожду бахра юха тахка. Да, давайте сегодня вот сконцентрируемся там на политической, вот на такой вот теме, скажем так. Потому что я тоже коротко вот насчет канала объяснить хочу. Радио Маршу, это означает радио Свобода. Вот есть радио Либерти, да, то, что американский там Конгресс финансирует. В Чехии у них как бы вот это основной центр там находится, и там есть и чеченский вот этот отдел, да, радио Маршу, был, сейчас-то его упразднили, насколько я знаю, и сейчас там Кавказ Реалии есть такое дело, и информация, которую вот это вот средство массовой информации постоянно как бы пропагандирует или там информирует, она не соответствует общей реальности, да, не отвечает истинным каким-то происходящим процессам именно вот по чеченской теме, да. И мы просто вот как бы настоящее, давайте будет у нас радио Маршу, радио Свобода, где можно будет уже как есть, да, там
по чеченской ситуации. Ну и в целом там не обозначено это, что именно чеченская ситуация. Радио Машу, Радио Свобода для всех, скажем так. И вот у нас тут такие среди спикеров тоже основные, да, любые как бы наши соотечественники, гости, друзья, все принимают здесь участие, но как бы в частности вот это дело ведут, скажем так, сам эфир, спикеры, там, активисты Чеченской демократической партии. И как бы, ну, площадка для всех. Я слишком затянул примерно просто разъяснить, да, как что. А если есть, Ирина, здравствуй, приветствую еще раз. Добрый вечер Есть всем. возможность, у тебя есть возможность, представься, если... Добрый вечер, Машу, приходите свободно. Да, Добрый приветствую. вечер. Ма, Меня зовут приветствую. Да, Добрый Ирина. вечер. Я представлюсь. Меня зовут Ирина. Я сама украинка, но много лет проживаю в Греции. Ну, интересно тоже по Греции там информация. И, кстати, я не представился, меня зовут Ибрагим. Вот я как бы, ну, как название канала, скажем так, у нас Радио Машу. Иногда другие наши как бы соратники тоже имеют доступ, они тоже включают иногда этот эфир. Сегодня я запустил, одним словом. Ну, спасибо вам большое, потому что, вы знаете, когда я 2 года назад, где-то 2,5 года нашла в ТикТоке вот такой, знаете, прямые эфиры, что можно было сбросить свои эмоции, немножечко поругаться и доказать, или как-то, знаете, доказать или убедить русских, что они не правы. Вот с этого момента я в ТикТоке. И вот таких, как вы, было очень мало. Вот таких, как Аль Капоне, вот Марчовы, было очень мало. И у меня есть очень много знакомых, которые могут подтвердить, что когда заходили вот ваши соотечественники, как приходилось мне с ними воевать. Так что я очень рада и спасибо, что пригласили вы меня на стрим. Доброго вечора. Доброго Здравствуйте, вечора. Ира, здравствуйте. Да, рада Вітаю. всіх бачити і вітаю ведучий. Дякую, що запросили мене сюди, Капоне, як настоящий друг. А ви, дівчатки, понімаєте? Отак без мене, да? Ну ладно, ладно. Вітаю, рада бачити. Навзаим, Акира. Кирочка, я только зашла тоже. Піднялася на Кирочка, хвильку. расскажи о себе, кто ты, чтобы люди понимали, кто ты. Кто я? Простая украинка, у которой муж воюет, который сын в ЗСУ тоже, которая вот с вот этими замечательными людьми провожу дни и ночи на сборах и не только, и просто поболтать. И хочу поблагодарить каждого, кто помогает мне пережить эту страшную войну тут, потому что, как сами понимаете, на связи мои мальчики бывают очень редко. И чтобы не сойти с ума, у меня вот такая семья. Виртуальная, но семья. И я благодарна безмерно вам. Что еще могу о себе рассказать? Ну, все, наверное. Огромный респект, уважение вашей семье, вашему мужу, Дякую, которые стоят на защите Отечества. Не только Отечества, а вообще всего цивилизованного мира. Просто многие это еще не понимают. Да, велике дякую. И я вот на минуточку поднялась. Еще раз спасибо за приглашение. Я подписалась на вас, ведущий. И желаю вам хороших и продуктивных стримов. Я буду спускаться вниз. Я сейчас на поезд и на 2 дня к мужу. Так что... Вакира, здравствуйте. Дякую. Пока вы не вышли, Да. у меня просто вопрос. Вы знакомы с таким персонажем, как Фархад?
Я слышала. Просто хотел спросить про его сборы на дроны. Это как бы достоверно, ну как бы Я... Сейчас, чтобы... минуту, можно я сейчас скажу? По поводу сборов у меня большая просьба не спрашивать по поводу кто, какие сборы. Очень ожесточенная здесь, можно сказать, такая виртуальная борьба. ОМБУ по поводу сборов. Я вот от себя советую, есть конкретные 2-3 сайта, где, ну не сайта, а имеется в виду эфиры, где конкретно проводятся сборы и конкретно выставляют то, что ты можешь быть уверен. Все, Поэтому, благодарю, да, спасибо. Эльди, если ты подойдешь к нам на эфир как-нибудь, вот подпишешься на Ирину, на Вакиру, на Лору, они донатят, и ряд других ребят, которые постоянно донатят. Ты можешь обсудить с ними, в личке спросить, тебе покажут, объяснят. Просто по поводу, ну, я бы не хотел бы, чтобы сейчас спрашивали здесь на канале по поводу сборов. Капоне, можно я быстренько, просто буквально чуть-чуть? Я как раз завтра буду встречаться с одним из волонтеров. Я завтра буду в городе Сумы. Девочки его знают. Это канал «По факту». Его зовут Евгений. Ну вот как-то так. Не Вольнов? Случаем не Вольнов, Евгений? Нет. Окей. Нет, это наш Женя Стагний. Все, я благодарна всем. Прошу прощения, мне надо собираться, у меня скоро поезд. Большое спасибо, да, давай. Дякую велике. Мужу, привет, мужу. Ваня, привет. Величезне дякую. Гарного стріму, тихої ночі, скорішої перемоги нам всім. До побачення. У нас завтра Вакира Хорошо. возможность. Що? Я говорю, у нас на стриме ждем завтра. Є, товариш командир, як я можу, хто я така, щоб відказати Капоне, а? Осторожней. Да ладно. Меня он Ирина защитит, если что. Ще раз гарного стріму, була рада знайомству. До побачення. Сегодня к вам сюда на этот стрим заходила одна девушка, Наталья Допомога. Позови ее, Лора, если есть возможность. Сейчас попробую. Сейчас позову. Да, давай позову. Где-то она у меня тут была. Так, сейчас надо искать. Давай я договорю, а потом уже позову, естественно, ее. Это официальный волонтер, которая волонтерит, по-моему, с 2014 года. Она волонтер, как началась война в Украине. И совсем недавно так получилось, что к ней обратились чеченские батальоны. Огромное спасибо вам за вашу помощь. Правда, вам, как Нохчи, я хотела бы поблагодарить за ту помощь, за ваших ребят, которые помогают Украине. У нас один общий враг, вот Баркал, от души, вот правда. Так обратились к ней ребята из батальона чеченского, что-то, ну, я не буду уже там говорить, что, фотографии она все потом скинула, и поднялась к нам, рассказывала про свою встречу и свои впечатления о знакомстве, да, с Нохчи. У нее были столько положительных эмоций. Она говорит, во-первых, они все красавцы, они все до такой степени воспитанные, вот положительные. Такая, говорит, несмотря на то, что люди находятся в войне, и уже не первый год, от них настолько идет вот доброта и какая-то положительная энергия. Она хорошо им, я так, ну, не знаю, можно ли так сказать, она им помогла и сбрасывала даже у Аль Капоне есть те фотографии, которые с той помощью, да, которую она оказала от своего волонтерского стрима. И она даже сказала, говорит, я вначале не поняла, но их командир сказал, мне очень хочется пожать вам руку, но я не имею права. Мы у Аль Капоне спрашивали, почему, он говорит, ну вот так по нашим традициям, ну не положено, как бы если это не сестра и не близкая родственница. Вот, Капоне, я правильно говорю? Я хоть то говорю и правильно скажи. Вот, но, говорит, мне очень хочется, говорит, пожать вам руку. Был очень-очень сильно благодарны ребята. И у нее великолепное остались впечатление о встрече с Нохчем. Сейчас я попробую ее найти, если она сможет, она подойдет.
Саня, поднимись, Саня. Кинь запрос. Ты про Сенгор? Да, он здесь. Он, А, он наверное, здесь? Потому что я могу ему у кинуть. меня мелькнуло. Давай, я кину ему. Ай, Я его вижу, дай ему поэтому... запрос. Кидай запрос. Добрый вечер всем, да. Салам алейкум. Поднимись, Саня. Давайте подниму. Принять запрос, да. Да, представься, Саня, откуда, кто, национальность, где живешь, кого поддерживаешь. Я думаю, ты это можешь спокойно говорить. Я Российскую Федерацию поддерживаю. Ну, я это знал, да, ты всегда ее поддерживал. Давай, представься. Путин красавчик. Добрый вечер, ассаламу алейкум всем. Я тебя буду. Молодец. Чего надо Вошел, сказать, приходите Капоне? Вроде все свободно. меня знают почти. Тебя все не знают, тебя знает только наш. Тебя не знает, это на этом эфире тебя не знает. Я сам родом из Дагестана. На данный час живу в Украине. По национальности горский еврей. Еще чего? Чего? Кого ты живешь? Жена украинка у тебя, и ты почти бандеровец. Ну что тут Жена... говорить? Расскажи короткую историю по поводу 94-го, 5-го, 6-го года. Ой, честно... Коротко, вкратце. Что именно хочешь услышать, брат? Что ты хочешь услышать? Я не хочу услышать, я хочу, чтобы ты сказал. Причем, что я уже слышал много, я хочу, чтобы ты сейчас представился. И выйди из паузы. 94-й, 5-й, 6-й год я был на территории... Скажи, чтобы там тебе не звонили уже, сколько мы уже на паузу уходили. 94-й, 5-й, 6-й год я был на территории Чеченской Республики еще в свое время. Попал туда, в общем, как? Потому что у меня зять и сестра проживали на территории Грозного. И когда мы их в 95-м году вывозили в сторону Нальчика, мы уже с моим братом двоюродным остались там. И после этого, прошел я там свое, то, что прошел, но мой брат уже погиб от рук федералов там в 96-м году после подписания мирного соглашения. Федералы все равно его нашли, потому что он был в всероссийском розыске тогда еще. И потом где его? На территории Чеченской Республики? В Грозном на рынке. В Грозном на рынке, да. Да, есть некие боевые... Ладно, не продолжай, Саня. Есть некие боевые заслуги, и все нормально. Так Да. Я просто дальше не хочу говорить. И так, знаешь, порой это... Сейчас на все смотришь, что творится, и начинаешь вспоминать, что там было. Надя, если у тебя есть возможность буквально на минуту объясни, что у вас, какова ситуация в Израиле. Если есть возможность. Надя, буквально на минуту. Фактически я так, каково, честно... Чуть-чуть просто хочу пореспектировать, да, огромный респект, уважение. И вот такая, не знаю, соболезнования, да, там насчет... Мы до сегодняшнего дня просто не знаем, где находится, где его похоронили, потому что его жену и детей тогда выкрали федералы, 2 сыновей его, и вывезли за пределы Чеченской Республики. До Краснодара мы еще нашли где-то концы, куда их вывозили в Краснодар. После Краснодара уже никаких концов нету. Мы не знаем, где его 2 сына до сегодняшний день находятся и где его бывшая жена. Федералы то, что могли делать, они делали. Они воровали, крали. Сначала в Чеченской Республике все воровали, а потом, как я вот сегодня Капоне рассказывал, как один солдат нам говорил, еще русский солдат. Я, говорит, призывник, меня призвали, я не хотел сюда идти, я люблю чеченский народ. Вы знаете, вот я на КПП стоял, на блокпосту стоял, и ко мне подошел, говорит, чеченский мужчина, говорит, и попросил, говорит, у меня матрас и одеяло, говорит, а холодно на улице было, я же ему помог. А один из наших ребят, чеченец, спрашивает, а где ты взял это, говорит, все? Ты что, с собой это с России сюда привез? Он говорит, нет, я в том доме взял. И показывает на дом этого старика. Нашими же вещами, которые у нас воровали, нам потом давали. И говорит, мы же вас любим.
Да, они Я уже думаю, научились, уже заточили это честь со стрим, временем. Вот Надя, наш стрим, Иван Бяхмадова. Надя, наш стрим буквально на минуту поднимись, если есть возможность. Я знаю, что там тяжело у вас. Если есть возможность, буквально на минуту представься, и просто полностью пояснять не надо, просто скажи, какова ситуация. Пока Надя поднимается, мы как-то ставили видео, о которых я говорила, что у Капоне они есть, о мародерстве Русни во время русско-чеченских войн. И вот что интересно, они брали все, но это же, знаете, жадные, лживые твари, извините, которые воровали абсолютно все, подушки, одеяла, матрасы. И что вот все обратили внимание, книги, они заходили в дома, где было много книг, где были какие-то другие, скажем так, ценности, да, искусство, например. Их это не интересовало. Это все было разбросано, валялось. Они брали только вот телевизоры, одеяло, подушки. Ну, правда, то, что нормальному человеку, ну, Лора, не было бы, только наверное... это, Лор, они еще сжигали все архивы, все бумаги, которые они находили в Чеченской Республике, чтобы эту историю... фотографии, Да, да. фотографии уничтожали. Гость, у нас я вынужден прервать, потому что человек не может долго сидеть в спикерах и говорить. Надя, если есть Да. возможность, буквально минуту, откуда ты, где ты сейчас находишься и какова ситуация? Добрый вечер всем. Многих я знаю. В Израиле. Какая обстановка? Ну вот нас еще и Ливан начал обстреливать, помимо Ирана. В данную секунду как бы все спокойно, но каждый раз есть, как говорится, угроза. Они очень любят это делать ночью. Спасибо. Все. Сегодня у нас еще праздник. Вас предупреждают же, да, вот, если там обстрел уже предупреждают вас, чтобы спустились. Да, когда... Спасибо, Капоне. Сообщают, естественно, у нас есть служба тыла. Когда с Ирана летят, то у нас есть 5-7 минут добежать до бомбоубежища. А вот сейчас, когда с Ливана, это очень короткое как бы расстояние, у нас просто сразу сирена, и мы даже не успели добежать до бомбоубежища. Надя, я тебе скажу, когда с Ливана летят к вам бомбы, у вас нету времени ни кофе попить, ни в туалет сходить. Сынкур, я просто даже не успела закрыть двери и взять, как говорится, рюкзак, где у меня документы и там, то, что мне надо, необходимое, с водой там. Мы просто тупо не успели даже ничего сделать абсолютно. Да, это я знаю, это есть такое, да. Это есть такое. Да. И они еще не только кидают как бы там бомбы, вот снаряды, да, они тоже эти самые, беспилотники. Вот, используют и... такая вот, обстановка. Ничего хорошего. Надя, большое спасибо. Знаешь, насколько ты мало можешь, редко поднимаешься и мало можешь говорить. Плюс ко всему у тебя всегда бывает, ты занят бываешь. Все, спасибо большое. Пока тихо, будем пользоваться возможностью немножко поспать. Завтра на работу. Всем хорошего вечера, хорошего стрима. До свидания. До свидания, Надюша. Рада были тебя видеть. Евреям, можешь вкратце объяснить, вот для ребят, которые подошли и слушают, вкратце объяснить позицию партии, позицию в отношении в адрес Израиля, в адрес Украины. Это самые основные как раз-таки те темы, о которых мы постоянно говорим. Позиция там, в принципе, объяснять нечего. Данный канал Радио Машу, Радио Свобода. Даже не канал, а ваша позиция партии именно, людей. Да, вообще партийная позиция Чеченской демократической партии. То есть это такая же позиция, как и у всего цивилизованного мира. То есть все вот эти вот какие-то военные ситуации, которые в мире происходят, они просто
это любому вменяемому человеку явно вот видно, что происходит. Вот, например, Путин напал на Украину. Что здесь непонятного? Какие переговоры, какие там договоренности. Абсолютно. За 3 дня возьмем Киев. То есть вот напали явно на Украину, да? Все, тут непонятного ничего нет. Вот там ситуация с Израилем, вот эти всякие там палестинцы, иранцы, которых там они используют. Вот эта вся тема. Израиль свободное государство, которое хочет нормально жить на своей территории, да, там народ, который хочет жить. И да, Израилю быть это свободное государство. Ничего непонятного там нету. Вот эти все религиозные, идеологические темы, да, там скинуть Израилю в море, там какие-то уничтожить всех евреев, это все как бы, ну, вообще ни один вменяемый, нецивилизованный человек не приемлет. Поэтому у нас тоже такая же позиция. Кстати, у нас у чеченцев есть свое приветствие, и мы вот здесь пытаемся, даже вот наши соотечественники заходят и начинают нам саламы давать, да, там салам алейкум, не салам алейкум. Мы стараемся как бы, ну, если у нас есть свой язык, там, свое приветствие, то вот это вот чужая какая-то наносная тема, да, пускай она религиозная, там, для кого-то, кто сколько А хочет. ты можешь сказать, чтобы люди, которые не знают чеченский язык, чтобы хотя бы услышали ваше именно как на чеченском приветствии, или я приветствую тебя? Я-то знаю это все. Ваше свою. Вы сказали, вот у вас есть свое приветствие. Какое? Да, вот канал, видите, радио Маршу. Маршу это означает свобода. Вот на нашем языке наше приветствие это самое первое, да, при встрече. Это Маш Ойл, Машал Хуил. При прощании там Маш Ойл, Маш Ойл. То есть приходите свободными. Кто приходит, он пожелает свободы. Там, тем, кому он приходит. Точно так же при расставании друг другу пожелают свободы. И вот это ключевое слово «маршу». Ну, честно говоря, такого свободолюбивого народа, как ваш, было бы удивительно, если было другое приветствие, а не желание свободы. Наталья Допомога поднималась к нам, вот волонтер, о котором я говорила. У нее, правда, сейчас нету света, и, видите, ее выбивают. Я хотела бы, если вы не видели, зачитать ее слова, то, что она написала в чате. Ко мне приезжал чеченский батальон, очень воспитанные и безумно благодарные и благородные ребята. Вот она подтвердила мои слова. Так что, Баркл, вам за вашу помощь. Баркл, вашему народу, вашим ребятам, которые помогают нам. Рейс у нас говорят. Ну, Баркал это, да, уже наша. Немножко сейчас неправильно сейчас ты сказал, Аятул, потому что если оно присутствует в литературном, как литературное слово в литературном языке Баркал, поэтому оно сейчас Дель Рейс Хейл, это, ну, это немножко более такое, как сказать, немножко древнее, нежели Баркал, но Баркал сейчас понятнее и правильнее. Если так. Мы сейчас изучаем чеченский язык. Раз эту тему подняли, я чуть-чуть разъясню, да, потому что Баркал это изначально арабское, барак Аллах, то есть да будет доволен тобой Аллах. И там еще фикум, микум добавляют вот это дело. Ну, наш народ просто эту тему как бы полностью не входил никогда, вот только в последнее время, да, там, когда уже как бы глобализировался мир, информация стала доступной. А так мы это как у себя как бы применяли, укорочено, там, Баркал как свое. А так у нас, да, наша чеченская, когда мы благодарим кого-то, мы говорим «ДРС хуй».
То есть это то же самое, как и у русских «спаси Бог». Да, там, когда ты что-то, какой-то хороший поступок сделал для какого-то человека, тебе отвечают «спаси Бог». Вот то же самое на чеченском, там, «спаси Бог», типа того, это тоже «дел» — это Бог, как бы, и «дел рес хуил», то есть, Ну, это чтобы тебе благодарен был Бог. архаичное. Это более архаичные, но в последнее время у нас все равно Ну, сейчас... дело в том, что вот эти радикально религиозно настроенные люди, они как бы не благодарят божественным благодарностью иноверцев. А у чеченцев без разницы, иноверец или кто, то есть в нашем приветствии, например, у религиозно-радикальных настроенных нельзя давать салам тоже иноверцу, да, там, кафиру. А у нас, у чеченцев, такого нету, да, этому даешь, этому не даешь, то есть ты со всеми одинаков, да, ты пожелаешь свободы всем остальным, то есть как и себе ты желаешь другим быть свободными, да, вот если ты хочешь свободу, независимость, ты хочешь на своей территории, скажем так, практиковать свои, скажем так, и языковое, и традиционное, и так далее, то то же самое ты пожелаешь и всем другим людям. Ибрагим, если можно, если позволите, я зачитаю все-таки в чате, может кто-то не следит за чатом, что Наталья написала еще. Сейчас. Секундочку. Таких... Нет, выше было что-то, да? Так. Таких замечательных ребят давно не встречала. Жду их опять в гости. Когда ребята из чеченского батальона узнали, что ее тетя чеченка, тоже были в восторге. Да, мы сами, кстати, не знали, что у Натальи тетя, которая ее воспитала, она ее мамой называет. Это потом мы уже узнали. Она живет в Грозном. Спасибо вам и вашему народу, что стоите на нашей обороне. Да, Наташенька тоже это говорит, личная благодарность. Наташа, тебе спасибо за твой труд. Спасибо большое. Я искренне рада и благодарна, что Бог дает мне таких людей в жизни. Вот как-то так. Спасибо, Наталья, спасибо тебе. Я благодарна вам, что вы меня подняли. Уже как бы время позднее. Хотела бы отсоединиться, пожелать вам тихой ночи Украине тихой ночи и мирной ночи, а всем остальным спокойной ночи. Спасибо вам большое. Я подписалась, автор на вас. Маршал, правильно я говорю, Маршал? Да, Вот. ну, Маршу можно сказать. Маршу. Тоже огромная благодарность вам, и вам, и всем спокойной, тихой, мирной ночи, да, и ночей в будущем. Украинскому народу просто желать победы и славу Украине, и героям слава. Героям слава, дякую. Трасер, поднимитесь, пожалуйста, в голосовое и спросите задайте сами вопросы ведущему, если они у вас есть. Почему вы это хотите делать через Аль Капоне? Сейчас буквально минуту, Лора, не имеет значения, поддерживает ведущий или нет. Здесь свой какой-то подтекст есть. Возможно, поддерживает, возможно, не поддерживает. Не имеет абсолютно значения. У каждого 7,5 миллиардов человек, и у каждого свое мнение. То, что он поддерживает где-то как-то в глубине подсознательно, у него есть какая-то поддержка. Если этой поддержки нету, наверное, другое. Но самое главное в этом актуальное, чтобы каждый понимал, о чем идет речь. Главный человек поддерживает борьбу самих украинцев за свою независимость. А все те, кто поддерживает украинцев на территории Украины, они, да, им можно сказать благодарность, но это не имеет значения абсолютно никакого, потому что выпал такой удачный момент, то бишь она неудачная для украинцев, но удачная для всего мира, что они просто-напросто, будь то это русские этнические, будь то это чеченцы этнические, будь то это белорусы этнические, казахи, не имеет абсолютно никакого значения. Находятся на территории,
и борются все за свои государства. После завершения этой войны они все должны вернуться и бороться за свою независимость и вообще за свои республики, государства. Все и точка. И поэтому поддерживать... Я за комментариями не следил, но я примерно знаю, теперь я понял. Трассер, я вам еще, знаете, что отвечу? Вот Ибрагим, который тоже пишет в чате, это его слова, я его просто процитирую. У нас один общий враг. Когда вы спрашиваете, за что воюют чеченцы в Украине, вот Ибрагим, который тут сейчас под вами написал, он всегда говорил, что у нас один общий враг. Это русня. Я думаю, что это и будет ответом на ваш вопрос. Все, спасибо большое, спасибо, что подняли. Если там Эль Капоне про меня речь шла, я не знаю, в чате, про меня или там про наших единомышленников. Ведущий ты, Маш. Я чуть-чуть разъясню позицию, да, что происходит. Украинский народ, еще раз повторяю, украинский народ бедствует, на который напала русня, империя зла, и ведет вот эту свою там, имперскую агрессивную политику. То есть она продолжается постоянно, то есть от одного, скажем так, от одной жертвы к другой, и вот так. Но сейчас как бы Украина это крепкий орешек, там они забуксовали. И вообще все, кто воюет в Украине за свободу Украины, да, помогают украинцам, воюют против вот этой русни, против этого врага, против этого агрессора, полностью респект им, уважение и все остальное. Но тема каких-то там, я не знаю, идеологических всяких элементов, да, которые используют и, скажем так, трагедию Украины, трагедию чеченцев, и там пытаются какие-то свои идеологии, халифаты, шариаты. Вот эту тему я лично, если обо мне там речь шла, не то, что не поддерживаю, а буду разоблачать. И это очень важно, потому что, во-первых, это самое важное для чеченского народа, который пострадал на этой теме. То есть руснявая тема, вот эта радикальная, там, идеологическая, вообще международный исламский терроризм, вот эта система, за ней стоит русня. И русня реабилитировалась в цивилизованный мир именно на этой теме. То есть по сей день, вот я вчера был на одном мероприятии, да, вот здесь в Австрии, и я вижу, что люди... Да, понимают, что Путин убийца, там, подонок, вот, русня агрессивная, там, опасная, там, 5-10. Но по теме то, что Путин как бы спаситель цивилизованного мира от международного, там, исламского терроризма, от исламистов, от радикальных вот этих сил, это мнение, оно еще держится. Благодаря тем, кто ходит и подтверждает. То есть все вот это то, что там Путин с нулевых годов ездил по Западу, начиная там с Брюсселя, потом на всех международных конференциях и запугивал мир, да, мы с этими боремся там, с исламистами, там, с международными террористами. Вот эту тему ходят люди и подтверждают. И все, кто это подыгрывает этому, я не знаю, я не должен оценку ставить этим людям. Они как бы сами себя запозиционировали как бы помощниками, соучастниками, подельниками этого всего. Вот такая ситуация. Поэтому Ибрагим поддерживает, то есть я поддерживаю полностью и украинцев, и кто бы там ни был, чеченцы, грузины, любые другие национальности, люди, да, там, с балтийских стран, там, европейские страны, которые помогают оружием, там, финансами, конечно, полностью поддерживаю и как бы от себя им проявляю в их адрес огромное уважение, да,
всем, кто стоит вот на позициях там, защиты свобод, прав, там, человечности и свободы, короче, народов, да, которые хотят отстоять право свое в мире вообще на свои интересы, на жить нормально, мирно. Буквально минуту, не знаю, там у вас какая-то перепалка идет, я сейчас свое мнение скажу. Любые батальоны, которые находятся на территории Украины, борются бок о бок с украинцами, но они борются за свои регионы, за свои республики. Как там все закончится, это не означает, что они должны создавать свои бизнесы, будь то это хорошие русские, хорошие чеченцы, абсолютно не имеет никакого отношения к тому, что происходит и то, что должно происходить. Все должны до дому все должны возвращаться и восстанавливать свои республики, свои государства. То, что они там находятся, это хорошо, это очень хорошо. Ну, она для кого-то стала благоприятной почвой, для кого-то она, конечно, для украинцев это неблагоприятно. То, что произошло, начиная с 2014 это моя позиция, она всегда была, и я никогда не... Для меня, чисто для меня нет хороших русских. Добрых, хороших. Вот они присутствуют, да, до поры до времени, как все это закончилось, пускай до Москвы, и там занимаются своими государствами, своими республиками. Точно так же с чеченскими батальонами. Нечего сидеть в чужих странах, если у тебя есть возможность, имеется в виду в Украине, кто находится, когда все закончится, нечего там сидеть и создавать бизнес. Бизнес потом можешь создать. Всем надо вернуться до дому и восстанавливать свою государственность. Моя позиция всегда такая была. Друзья, я вынуждена сейчас уйти. Спасибо, что вы меня пригласили. Мне было приятно познакомиться со всеми. Огромное спасибо. И я буду на ваших эфирах всегда. Спасибо, Радио Марчу. Очень приятно было. Да, до свидания. Счастливо. Так, кто там интервью, это самое? Я тоже тогда откланяюсь, Ибрахим. Рад был вас видеть всех. Так, Аль Капоне, Хун Рейз, Ватсо, ты все-таки вай муха Эхдаллах, вай Багдак дуй, из Вахдул Штахальча, вай соучастник шулон. Еще болгушт буй, окнах киего эрбехкен был. Так, тагана нормально, кие там больше, хаз богамот больше, я тоже как бы с тобой здесь на этих интернет-площадках пересекался. Ибрахим, у вас одно направление, у меня, я что... Нет, у нас не одно направление. Не, я это понимаю, я не о нас с тобой, а я о теме вот этих вот исламистов, да, то есть у нас не одно направление. У чеченского народа свое как бы направление, да, борьба за свой самобыт, за выживание, за будущего своего народа, за то, чтобы не утратить культуру, язык, чтобы вот сохраниться как народ и там, чтобы иметь какое-то там, я не знаю, уверенность в завтрашнем дне. Вот такое вот. А то, что вот эти люди, да, то, что вот эти люди выдвинули вперед, там, установление своих идеологий, установление там слова Аллаха, там, да, там, Коран, Сунна, это, пожалуйста, в принципе, это тоже не проблема. Флаг в руки, и вот миссионерство, там, мечети, всякие эти, я не знаю, там... 19-м, если брать... Да, но когда... когда люди пытаются вот, политикой привнести насильно какие-то идеологии массы, вот то, что сегодня в Иране произошло, да, то есть когда иранцы изначально нормальное светское государство, народ, который нормально жил, к ним вот эти идеологические, вот эти вот, скажем так, вбросы как бы, ну, то есть они примерно, вот мы пару дней назад с одним иранцем тоже общались, он тоже объяснял, да, там, что они светское государство, и они как бы
скажем так, ну, повелись, да, грубо говоря, на то, что вот там религиозные темы, когда у них пошли, а потом со временем, когда во всей этой красе в политику пришли вот эти люди, то 10% стали как бы управлять вот этой массой в 90%, вот как он сам озвучивал, да, там 90% иранцев, они просто ненавидят, не хотят вот это вот идеологическое вот это дело видеть в своем государстве. Но они сегодня как бы заложники этой системы. И вот такая ситуация. Нам такого добра не надо. Мы, пожалуйста, молишься, ты там духовностью занимаешься, пожалуйста, у себя там на коврике дома. Да. По поводу иранцев, когда идет, вот мы затрагиваем, мы можем сейчас говорить про иранцев, про и другие части этих так называемых. Смотри, по поводу иранцев, когда ты говоришь 90%, я тебе скажу 99% иранцев, которые ненавидят аятолла. Ну, 99%, потому что когда ты смотришь в процентном соотношении, все, которые выехали за предел Ирана, все они переходят. Смотри, у них, как правило, или же он меняет ориентацию, или он меняет религию, или же он политически кем-то преследовался в Иране. На сегодняшний день говорить о том, что Иран кто-то поддерживает, допустим, мне очень было удивительно слышать то, что Армения начала поддерживать Иран. Ну вот полностью вот Иран, Армения поддерживает. Спрашивается, какого перепугу Армения будет поддерживать Иран. Потому что, ну я понимаю, если она Грецию поддерживает, не потому что Турция их когда-то в коем веке там начала прессовать, а только из-за того, что просто-напросто ортодоксальные, имеется в виду направление в одной из религий, одно течение. Когда мы говорим про Иран, понимаешь, многие, когда человек, если у человека есть определение, человек понимает изначально, кто ему, кого он симпатизирует, а кто ему нравится, а кто ему не нравится, изначально получается так. Если он будет искать все пути, все выходы для того, чтобы будь то оправдать в положительной или негативной форме в отношении того или иного, будь то политика или же إبراهيم سألوغي عن استمع دي شواتو تو بوغشتك كله السيناريو وين ما ير أدين صورك سام لت نزاد تانت هنا أقيتو أيغيش بو وين تع تيجر بطل أون شو اشتانيس داتاش يعني знаю, да, حيزوش ديتل دات شريعة والله شريعة دي شويو Гейнер diyor çusu. Şeriat diyor şu bog muhdos. Şeriat sürekli вот то, что шариат. Дезясон, це дезя. Шариат 97 году, 6 году sürekli вот шариат. Шариаттар зудрышны гажмышья. Ишар sürekli вот der. Шариат, хат деш мадать захватуш. В том-то и дело, Аль Капоне, что шариат, когда устанавливают, у тебя никто не спрашивает. То есть у шариата нету демократической какой-то опции, да, чтобы ты голосовал за шариат или не голосовал. Шариат, он чисто навязывается. И исламское государство... Я знаю, что такое шариат. Я другое говорю. Речь идет о том, что когда мы говорим о 92-го года наш Конституцию. Я придерживаюсь 92-го года Конституцию, потому что я смотрю полностью передел моего народа, а он был как раз-таки поточен под эту Конституцию. И сама Конституция была поточен под этот народ. Да, под но его дело менталитет, в том, что надо Аль Капоне разъяснять людям, потому что... Кому я должен это разъяснять? Неправильная информация, понимаешь? Люди не... То есть у нас есть и мусульмане, у нас есть и не мусульмане. Люди, придерживающиеся политического ислама, они вообще плевали на нашу конституцию. То есть там вообще никому не интересно. Всякие там в батальонах, которые каких-то ходят люди, да, я сейчас не о всех, потому что всех я не знаю. Но проблема в том, что там я сам вот прошел, да, через эти жамаатовские какую-то среду, через религиозные вот эти группы во время войн.
И я, может, хороший был парень, но от меня там ничего не зависело, потому что у какого-то джамаата у него есть своя цель. И ты хороший парень, попадаешь в этот в круг, да, в эту среду, и ты как бы просто, от тебя там хороший ты или нехороший, ты просто деталькой становишься этой системы. Поэтому это надо разъяснять все равно. То есть вот эти люди, которые устанавливают Коран, Сунну, которые вышли, да, которые вышли устанавливать шариаты. Аудитория. У меня не нахоязычная аудитория. Ну, в том-то и дело, что надо разъяснять именно правильно. Не те модераторы, которые находятся на моем эфире, они не обязаны разъяснять религиозные формы, потому что политический стрим, им это не нужно. На сегодняшний день, это, если бы это нахоязычная была... Смотри, то есть салафизм, именно вот это политический ислам, он в корне политический. То есть у них есть интерес именно, все три религии, да, именно в государстве. Неправда. Это правда. Если обновилось христианство в свое время, но если в 15, 16 или каких-то веках, когда сжигали ведьм, оно было политическим. Если мы посмотрим вглубь истории, это время прошло. Век, то есть Франция, люди, вот, да, люди давным-давно перешли. Оно прошло для... Подожди, Ибраим, оно прошло для европейцев, оно не прошло для американцев, оно до сих пор существует. Люди давным-давно прошли этот этап. То есть цивилизованное общество давным-давно прошло этот этап, потому что у них в их идеологиях не прописано это на все времена. И там у них... Когда провожу стримы, у меня не религиозно, у меня вот не у этих, стрим. именно у этих прописано на все времена. И дело в том, что то, что там где-то в 6-7 веке происходит, оно должно применяться и сюда. И эта тема, она, если мы как бы там кого-то заболтать, умолчать реально происходящее, это неправильно. Машу, да, я согласен. Ибраим, это когда речь идет о нахоязычном, можно сказать, пользователях, которые приходят нахоязычные. Да, имеется в виду чеченцы, ингуши внутри своей семьи, ну не семьи, речь идет внутри народа, да, но когда у тебя идет русскоязычное или украинскоязычное население, когда им абсолютно плевать на такие вещи, их беспокоит смотри, я почему против, да, того, что ты сейчас говоришь, я тебе разъясню. Вот в Сирии была тема, да, вот этого исламское государство, всякие. Да, эту тему мы всегда рассматривали. Джабхат Нусры, 5-е, 10-е. То есть была вот эта тема. Туда ушли, есть такая цифра, 14 тысяч чеченцев. 5 тысяч там полегло. И вот эта вот сумма 14 тысяч, она и на тебя, и на меня, вот это вот все распространяется. То есть, если мы четко не осуждаем деятельность этих людей, получается, что мы как бы тоже соучастники вот этой всей системы, да? Точно так же, вот, например, на территории украинского государства был такой персонаж Джамбетов, как его звали? Суть, о нем многие знают, да, Джамбетов. Да. Не суть, да. Да, вот этот Джамбетов, он там бегал, вообще активный, шустрый, там в каске всех целовал. Мы там против Путина победим, 5-е, 10-е. Потом в один момент просто перепрыгнул внезапно в гарем путинский туда. Почему это происходит? Давайте разберемся. Я сейчас коротко. То есть идеология, свободница Аль Капоне. Мне интересно вот эти всякие там сказки, джинны, там ковры, самолеты. Я сейчас про реальность, да? То есть, что здесь происходит? А происходит то, что в идеологии этого человека, этих людей сказано, что и вот эти вот кафиры, и вот эти вот кафиры. Что эти кафиры, что те кафиры, одно и то же, и для установления там слова Аллаха я могу использовать какую хочу сторону. Поэтому
вот это вот люди, которые находятся на волне, сидят, да, полностью, как бы плотно засели на вот эту идеологию, они непредсказуемы, то есть он может и вот так крутануть, и сяк крутануть. То, что полностью противоречит чеченским традициям, чеченским устоям, чеченскому самобыту. То есть у нас четко в нашей среде, как бы в наших преданиях проговорено, да, о тех, кто знает своего врага, своего друга, да, там, вот кто тебе друг, кто тебе враг. И вот таких идеологических каких-то, как бы, лицемерия, да, там, с этим вот здесь посмеялся, что-то сказал, его использовал, это не наша культура, не наша тема. Поэтому очень всех прошу, всех спикеров, здесь слушателей, где бы вы ни находились, вот эти вот всякие, скажем так, хитрости, вот это вот все, не приписывайте это чеченское. Вот сейчас здесь спикер была, говорит, руку он мне не дал, это в чеченских традициях. Алло, 29-е. У нас в чеченских традициях такого нету, это исламские традиции. Да, руку мы не даем, мы приобнимаем. То есть, если мы идем в гости, там у нас знакомые, друзья, с кем мы как бы устраиваем отношения, да, там близкие, то есть мы своим близким, там, знакомым мы приобнимаем, да, там женщина, мужчина, без разницы. То есть у нас такое объятие, ну, как бы при обнимании человека, да, вот при встрече. Вот она наша культура. А у идеологов, они, вот этих, которые сидят плотно на идеологиях, это им противоречит, то есть, скажем так, не разрешено, не дозволено, противопоказано. Здесь немножко неправильно. То есть это не наше, поэтому это, да, поэтому это не наша тема, понимаешь? Это не наша культура. Не надо к нашей культуре приписывать того, что у нее нету. Не надо. Вон люди пошли какие-то картины своровали там, да, чтобы отмазаться. Кстати, в Украине это было. Чтобы отмазаться, это еще до Второй русско-украинской войны. Чтобы отмазаться, они там где-то в газетах прописывают, что у нас, у чеченцев, голыми руками, там они запалились в перчатках, где-то картины брали, там 5-10. И чтобы отмазать свою вот эту криминальную сущность, они дают интервью, что у нас, у чеченцев, не принято голыми руками трогать картины. Алло, вы что, нас обезьянами здесь считаете, что ли? У нас есть вообще крутые художники, да, которые нормально рисуют, и которых вот эти идеологи отбили от их какой-то творческой деятельности. Там глаза нельзя рисовать, там какую-то эту внешность нельзя рисовать. То есть нормальные, продвинутые, там какая-то молодежь, какие-то там талантливые люди, их вот этими идеологиями отбивают, и это продолжается. А то, что эти там говорят, чтобы свою криминальную сущность как бы спасти, да, там, у нас, у чеченцев не принято голыми руками картины брать. Это что такое? Нет, ты представляешь, как нас там перед украинцами обезьянами где-то преподносят? Это полная чушь, чтобы там руками картины трогать. Человек, который какой-то криминальным делом занимается, своровал какие-то картины, берет потом чеченцам, всему народу приписывает культуру, что якобы руками нельзя трогать. Я изначально... Полный тупняк, Аль Капоне, это что, изначально... Это неприемлемо. Неприемлемо то, что они в перчатках картины, и то, что это разрешено или запрещено. Причем здесь это? Когда я тебе изначально сказал, человек, независимо любой национальности, любой религиозной конфессии, будь он исповедует иудаизм, христианство или ислам, абсолютно не имеет значения. Если человек у тебя имеет какую-то неприязнь к другому человеку, другому этносу, независимо, хороший этот человек или плохой, как бы он ни делал, он будет плохо относиться и плохо говорить. Он будет искать все подобающие, все всевозможные какие-нибудь причины для того, чтобы ненавидеть этого человека и везде говорить о нем. Это раз. А во-вторых, когда мы говорим про украинцев, украинцы прекрасно понимают, кто такие чеченцы. Им даже говорить не надо, кто такие чеченцы, они это прекрасно понимают. Но как я уже сказал, если украинец любит, нравится чеченец,
чеченец, да, он будет его изначально, ему нравится этот народ. Если ему не нравится, как бы, что бы ты ни говорил, будь он даже примет, вообще будет атеистом, коммунистом, каратистом, ему будет абсолютно по барабану, какой хороший это чеченец, потому что изначально у него есть неприязнь к этому человеку. И поэтому, когда украинец, когда видишь украинец, допустим, вот все знают, те, которые ко мне приходят, они знают, что я чеченец, да. Они знают, они приходят уважительно и так далее. Им абсолютно по барабану, что я исповедую и какое они знают. У них есть определенное четкое разъяснение. Они знают, кто Аль Капоне, им-то по барабану, им-то и тебе, и мне, ты не и им по понимаешь. Смотри, я понимаю, тебе, мне и им по барабану, кто что исповедует, кто что практикует. А вот этим вот, которые идеологически настроены, политически, ислам там толкают, им как раз-таки не безразлично. То есть у них есть четкие границы. Вот этот свой, вот этот чужой. То есть тот, который на моей вот этой там полностью, скажем так, в моей секте, да, тот мой. Кто все вне этой секты, да, это все чужаки. То есть. И там существует такое понятие, как такие, то есть скрывание, это называется, своей веры, то есть обман, хитрость ради установления там слова Аллаха. Поэтому, Аль Капоне, я не знаю, я тебе ничего как бы не соберу, но я это не приветствую. Вопрос задам. Пожалуйста, Машу. Дели саламаша. Хил ассаламу алейкум кучу Аллаха салам хайят хак. Дели толчун дочун маршу хил. Салам Машу. Вообще, ты ахтыщи уешь, да, цакай салам. Убады где просто воймеш, да, воймеш на и дух квердек, хо нормально, ногчик антву, хо ишмаша овы, и дух важно. Да. Я даже демократия, я потому говорю, кому ассаламу алейкум, а кого приветствую. То есть, да, машу охил, ногчим махта, хаздуа штука. Ну, теперь я тебя могу сразу оба слова переведу. Машу приходи свободным, и ассаламу алейкум, мира вам. Да, то же самое, да. Но для мусульман, да, когда ты намаз делаешь, только на арабском языке это принимается, да. То есть именно написание, то есть это принципиальная вещь. Это другое, я о другом хотел. Просто здесь ошибочно, Ибрям, когда ты говоришь по-арабски, это ошибочно. Оно не по-арабски тоже, если говорить именно в намазе, оно чисто, если брать по 12 века, оно определилось как только с арабского, но изначально оно было на разных языках. Можно до принятия ислама, наверное. Да. Нет, Тежниц Охмет-Тягат, ты немножко ошибся, там не только по-арабски изначально. С 12 века например, по-арабски. Смотри, например, по-другому. Вот заходишь ты, просто этот же салам, например, ассаламу алейкум, машар хуилшун масана, ва рахматуллахи, ихиятам хуилшун, ва баракату, беркат хуилшун, машар хуилшун масана, ихиятам беркат хуил эльчат, нормально вроде, все поняли, и даже на слух приятно. Так, нет, надо, короче, саламу алейкум, ва рахматуллахи. Я о другом хотел сказать. Вот смотрите, хотите мы это, не хотим. Да, религию оставим, да. И религия. Я вообще про религию не собирался говорить, просто это какое-то такое было, да, немножко. Да. Но некоторые вещи даже я так поверхностно, как многим известно, прохожу, да, особо не зацикливаясь, так что, по поводу, вот, мне все-таки хотелось бы узнать, хотим мы этого или нет, сегодняшнее сопротивление, которое участвует в Украине, это, то есть, верующие люди, то есть, даже те, кто тут в эти батальоны вступают, подавляющее большинство, да, и они о всех говорят, там есть и не мусульмане в том числе, но принимают даже ислам, да, мусульманами становятся. Украинцы там есть мусульмане, огромная часть. То есть там есть много разношерстных, разных религиозных групп, именно не только мусульман. То есть у них нет вопросов, ты мусульманин, христианин, иудей, ты кто. Евреи есть там, да, там немного, их может пару человек, там 3 найдется.
вот, которые исповедуют свой иудаизм. То есть есть мусульманин один, точно я знаю, который отец чеченец, мать еврейка, да, но он себя евреем не считает, он говорит, что я чеченец. Вот. И к чему я говорю? Вот есть другая группа, да, которая не принимает участие в борьбе против своего непрямого врага, даже иногда осуждают тех, которые воюют в Украине, да, против России, говорят, еще это наше время не пришло, надо сохраниться, то есть, ну, я отчасти даже могу согласиться, вот именно крайне леворадикальные, да, то есть две части. Есть третья часть, которая суфийского толка, да, тоже мусульмане, все три части мусульмане. Подавляющее большинство, то есть чеченцев, мусульмане. Вот у меня вопрос, Ибраим, ведущий. Свобода в демократии, да, заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Вот эти ребята воюют за деоккупацию своей родины. Завтра они деоккупируют, допустим, установят светскую форму правления, да. Но они сделают определенные, может, поправки в Конституцию, референдум, может, проведут. И вот те изменения, Кто вот которые эти были... 2,5 батальона, которые... Не. Те, которые участвовали там и не участвовали, те мусульмане, которые суфийского толка, правильно? Они же мусульмане, суфисты, правильно? Ну, не дай бог суфисту сказать, что он не мусульманин. То есть народ в своем большинстве мусульмане придерживаются ислама. И вот я так теоретически, да, хотя я не согласен тем поправками, которые были проведены во время войны, это антиконституционный переворот, я не раз это говорил. Вот захотят они вот эти поправки как-то узаконить, да, светская форма управления, но судебная система будет шариатской. Вот как ты это воспримешь? Абсолютно у них нет возможности ни у кого ничего исправлять. Господин чеченский народ, есть такой народ на этом белом свете. Вот как скажет этот господин чеченский народ, так и бывает, так и должно быть. Вот это вот самое главное. А твои 2,5 батальона там хотят халифат установить, или шариат, или Коран и Сунну. Пожалуйста, в Украине можно попросить пару населенных пунктов и установить там шариаты и халифаты. Чеченцам это навязывают. Они имеют право провести референдум. Кто они? Не они, чеченский народ. Мусульмане же большинство. Ну как чеченский народ скажет? Какие мусульмане? Салафиты? Нет, не салафиты. Да хоть салафиты, хоть суфисты, хоть умеренные, они мусульмане. Нет, чеченцы, которые зикры делают вот это. Да, и зикр делают, да, и зикр делают, они тоже мусульмане. Ну, понятно, что они мусульмане, но здесь как раз-таки такая тема, что именно вот на этой теме, да, что эти традиционно исповедовали, доселе там то, что мы пару веков практиковали. А тут пришла нам истина, да, в виде салафизма. Ну, ваххабизм сейчас как бы под корягу отползли, чтобы по уху это так не било. Уже русские потихоньку хотят под русским флагом это, скажем так, узаконить этот ваххабизм, и его переводят в статус салафизма. И вот это вот салафизм, это только в 90-е годы к нам пришло, и только там мы узнали, что это, ну, начинаем узнавать сейчас, что это такое. Мы, кстати, здесь на канале тоже часто это разъясняем, что такое на 9-летней девочке жениться, что такое там иметь рабов, что такое инцестные браки, да, вот в этой всей идеологии. То есть это надо знать инцестные людям, браки чеченцам. в иудаизме тоже есть, инцестные браки, это оставим, да. Да без разницы, есть что у них есть.
нам вот это вот дело нужно до всех чеченцев довести. Как мусульмане пытаются это притянуть. Если говорить как по Торе, то там и педофилия тоже присутствует. Мне вообще по барабану, что там в Торе. Подожди, тут важно то, что чеченцы не знают о том, что там присутствует эта педофилия. Поэтому они должны знать. Вот у нас пятница как называется? Пятница как на чеченском? Скажи, Ибрагим. Першанбе. А? Ты знаешь, что это такое вообще? Откуда это взялось? Дня, например, сохранился. И была такая в христианстве великомученица. А? Ну, считается язычески, да. Это великомученица. Нет, не язычески. В христианстве была, да, в Перескова. христианстве была, да, в 3 веке мученица Параскова. То есть эта Параскова, она как бы там защищала женщин, там бедных, там туда-сюда. И вот христианский мир ее признал великомученицей. И она там давала подаяние, там, и умерла, погибла, да, в пятницу. И вот сложилось так, что в нашем языке пятницу мы ее именем как бы Периска называем, да. И в эту пятницу, то есть ночь четверга и день пятницы, это Перскан Бюс, Перскан Де. Да, и вот этот Перскан Бюс у нас дома, вот моя мать, там наши соседи, мои близкие, там какие-то родственники, женщины, каждый раз в этот четверг вечером, то есть Перскан Бюсан, раздавали подаяние, да, там друг другу что-то готовили, чайпалкш, локамш, пиряшкш, и раздавали, короче, например, это оказалось вот такой вот ислам, который чеченцы практиковали, да, вот это все время. Пока к нам потом не пришел истина и не начали нам говорить, что беда это в пятницу, короче, в вечер четверга давать, короче, друг другу вот это милостыню. Мы, например, Дэл Ишмаэль, мы говорили, да, там, Дэл Ишмаэль Цанни Оль, когда там еда, что-то такое, да. То есть мы вот так вот относились к этому. А потом, когда к нам пришло это во всей красе, там Дэл Ишмаэль Бусулчнаан, Дэресхуил Бусулчнаан. Этого у нас тоже не было абсолютно. То есть, если мы сейчас будем говорить, что о каких мусульманах мы говорим, я понимаю, что сегодня тоже существующие суфисты, они тоже полностью подсели на эту идеологию, потому что там официально поставленный Сала Лубянский, он тоже пропагандирует там хадисы, Коран, Сунну, короче. То есть это дело у нас, что такое хадисы? Тору можно пропагандировать? Все, что угодно, все, что угодно. По Конституции Чеченской Республики, по Конституции Чеченской Республики Ичкерия, по международному праву ты имеешь право, вот проживая в европейских странах, исповедовать свою религию. Но если ты будешь посягать на конституционный строй и на государственное устройство вот этого народа, тебя как шавку сразу же приструнят, да? Или выдворят, вышвырнут из страны. Да, или тебя вышвырнут из страны, или же тебя куда-то аккуратно оформят в какую-нибудь там психушку или в Гуантанамо. Одного из пророков, допустим, если посягать с аврамических религий, без разницы, там, на Исаака, на Моисея, на пророка Мухаммеда, это как будет расцениваться в европейских странах? Как и расценивалось, то есть Эбдо делали карикатуры на это. Эбдо, кстати, делали карикатуры на Кадырку.
перед Да, этим, да, это там очень просто. у меня есть оттуда эти скриншоты, но На они в политиков интернете у делают, да. кого угодно есть. Они делали на кадырку скриншоты. Я не После знаю, чего... Ибраим, вы оба Ибраима, Бехмабилла, я сейчас ваш разговор Да. включусь, потому что, ну, сейчас, ну, я не знаю, я тогда уйду, вы обсуждаете. Тематика у меня не религиозная. Если по Все, религии не я буду проблема, не проблема. разносить, то тогда надо всех позвать. У меня нет этих знаний. Да, да, могу. Ибраим, ты не уходи, мы с тобой Я еще никуда не поговорим. ухожу, я сижу, я нормально как бы с кресла Вы здесь общаетесь, сижу, да, у общаюсь. вас... Все, Да, Маш Оль, Аль Капоне. Давайте, Аль давайте. Капоне, не пропадай, желательно Аль Капоне. Ибраим, Капоне. я не пропадаю, я у себя на канале, я вот сейчас выйду Все, и заберу всех тех, кто за мной пришел, если вы не против. без проблемы. Только это самое. В субботу у нас обычно политические темы, да, там мы пытаемся. Я не могу политические темы в субботу у нас шаббат. Ага, джигал, абсолютно не проблема. Но В пятницу у как бы- нас, я же сказал, у нас рузб в пятницу, в субботу Ага. шаббат, а в воскресенье у нас эсканди, мы тоже отдыхаем. Все. Вот это движуха, да, все. Да. Что есть наш айдиз, Всё. дружно Я надо жить, правильно. извиняюсь, у нас вообще там, где я живу, у нас 4-дневка, у нас не 5-дневка, не 6-дневка, не 7-дневка. В пятницу у нас с утра позаранку у нас мула, в субботу как полагается, и в воскресенье как у нас полагается заслуженный отдых. Вот единственное, иранцы нас обстреливают. Джизю там не Иранцы, платят. когда нас обстреливают, вот они именно обстреливают в один выходной. Вот у нас один Вот выходной эти, только дается. Вот эти шаббатовцы и иисусовцы, они вам джизю не платят там, будучи Так мы унижены? им тоже налог платим, они нам джизю, Мы а мы им всем платим возвращаем. налоги. Мы работаем 4 дня, приветствуем все 3 праздника, будь это Перес-дин, будь это Шаббат и так далее, и Святое Воскресенье. Все это мы приветствуем. 4-дневка, все 3 течения платят в казну. Я не знаю, как у вас, но у нас на деревне, у нас круче, как у вас, я не знаю. В субботу вас, синагога, по-моему, пятницу у нас у мечеть, вас- в субботу синагога, в воскресенье церковь. У нас все по распорядку, все как должно быть, идеально. Да, у вас, видимо, розовый и пушистый шариат там у вас в деревне, поэтому... Не, у нас шариат единобожия, да. Вот мы, начиная от Авраама, заканчивая пророком Мухаммадом. У нас все 5 А язычникам конкретных. или там атеистам каким-то вы вообще жить даете? Мы даже каратистов не трогаем. Все обязательно как-нибудь посетим. Все. Давайте, бисте, алё. Наверное, большое. Давай, Маша. Салам Машуха. По поводу буддистов я сразу скажу. Я от буддизма отрекся давным-давно, после того, когда я увидел, что буддист в Индии, индус, один женился на собаке. Вот после этой свадьбы, которую я увидел, я отрекся от буддизма конкретно, потому что, когда я прочитал и уточнял по поводу буддизма, и выявилось, что в буддизме есть 33 Будд, и после того, что я понял, там 33 Будд, и я после этого отменяюсь, полностью отрекся от буддизма. Потому что, ну, вы понимаете, Будда, да? Да, музамин Шарон. Я Религии. подумал, Я не знаю. надо мне тоже, наверное, будет от буддизма. А ты, Дадол, Бьёхомштадович. Тоже вот про него. Я что-то- не виноват. Правильно. Вы загуглите, Да, сколько Будд в буддизме. Загуглите. 33 официально. Я что, виноват, что ли? Если Богом называют... После того, как ты Ну, заговорил, я решил уйти, как а я как могу в русской уйти, я сегодня, и как в русской сегодня я говорил Ну, сказку. видишь, Иван Царевич поцеловал лягушку. Он ее положил в карман и принес домой, и на ней женился.
даже в русской сказке такие извращения. Я прошу прощения, что он с этой лягушкой потом делал, я не знаю. Но факт то, что он в карман положил, привел домой. Надувал, наверное. Надувная, может, была. Не, я с вами еще немножко посижу, я немножко развею. Надо немного развеять. Это же вообще извращение. Да потом вы разберетесь с Ибраимом. Вас два Ибраима. Подожди, Ибраим, что ты хочешь? Ты Ибраим и он Ибраим. Потом вы между собой, как в анекдоте, постучались в дверь, можно с вами поговорить. Это милиция. Сколько вас двое? Поговорите между собой. Вот вы поговорите между собой. Давай немножко развеем обстановку. Парад не слышу, короче, будто Не, у нас в исламе 72 аль-Капоне. Ты про Гури, Кют, понимаешь, Кют, у тебя неправильно. Если ты шахид, ты получаешь 72. А если ты простой смертный, у тебя 3. 3 гури только. 2 гури. Твоя жена, если ты женат в этом мире, и 2 гури добавляются. А если ты шахид, если ты утонул, где-то ты плыл, где-то и ты утонул, да? Тебе полагается 72 гури. Да, точно, это все точно. Это не отмененно, это точно. Да, если ты с самолета там где-то тоже упал, тоже сразу... Шахидом становишься, да, 72 гури получаешь. От шахеда, да, от шахеда пострадал. Так, давайте все-таки, давайте, Израиль, Иран. Поэтому не пишите по поводу 72, потому что вы не знаете. 72, Ибраим. Дрон цундел шахет цунтил хигюк. Здоровья не знаю, но энергия, так я полагаю. Ну, там какова энергия? Нет, Закир Аль Капоне. Закир Найк говорит, что там ему вопрос задали, а мужчинам 72 гури, а женщинам. И он объяснил, что гур, это как бы, там есть гури и гур, то женщинам будет по 72 гура. А я думаю, почему в Чечне гуронами и гуронов называли? У него какой-то демократический рай получился. Так, давайте по поводу, у каждого разное мнение, я уже говорил, 7,5 миллиардов населения, и каждому доказать, и у каждого свое мнение по поводу Израиля. Чисто мое мнение по поводу Израиля. Если на протяжении 50 лет определенное государство, в частности, будь то определенное государство, одно государство, которое сегодня составляет 92 миллиона, то бишь это Иран, и 450 миллионов арабов. Чисто для меня, если я ставлю параллель между моим государством, которое несбыточным таким, государством, которое прослужило, там, я не знаю, общей сложности 7 лет, и брать по той тематике, которая у них происходит, ну, для меня чисто данное государство имеет право на существование, это однозначно. Но это чисто мое мнение, никому не навязываю. И плюс ко всему, вот этот раздор, который постоянно, после потери Ирака, Советский Союз, точнее Россия, потеряв Ирак в 1993 году, окончательно она его потеряла, она сделала форпост для себя Иран. И вот через Иран она проводила свою политику на Ближнем Востоке. Однозначно, это даже доказывать не надо, посмотреть любые интервью на протяжении всего этого времени в России, что полностью была поддержка Ирану, потому что именно в их идеологии. Да, сегодня от них отказались, как бы то это ни было, речь не об этом. Суть в том, что на Ближнем Востоке нужен был какой-нибудь форпост, где можно было проводить свою политику. И если мы говорим о том, что как нужно проводить, что нужно, хорошее это является или плохо это является, нарушил в данной ситуации, говорить о Трампе, нарушил ли он закон, пустив туда Маринес, абсолютно неверное. Для каждого человека каждый человек должен понимать, что президент Соединенных Штатов имеет полное право, и они являются в личном его подчинении, независимо какой это президент, в личном его подчинении. Все Маринес подчиняются ему полностью ему, и не нужен никакое одобрение какого-нибудь американского конгресса, абсолютно не нужен. Сухопутные войска, да, американский конгресс, но когда речь идет о именно Маринес, тогда они подчиняются ему. И он может посылать их куда хочет, когда хочет и где хочет. Как угодно он может их
посылать и что с ними делать. Поэтому эти войска были отправлены, Маринос, на территорию, ну не на территорию, имеется в виду воды, туда ближайших. И исходя из этого, в моем понимании, помощь в этом случае должна быть, даже если брать по суннизму, то сунниты должны одобрять полностью, хотя они сейчас одобряют, потому что даже турки начали подключаться, турки, саудиты, все начали подключаться к этой системе, потому что сами, если брать по априори, сами саудиты никогда не выступают против Израиля. Вот они не выступают, и никогда не было в истории такого примера, чтобы они выступали как против Израиля. Да, каких-то отдельных личностей, там, этнических евреев, у них какие-то выпады были, но против Израиля они не выступают. На сегодняшний день ни сам Египет, ни сама Иордания не выступают, они полностью поддерживают. И исходя из этого, если брать по большому счету те пакости, которые делал Иран на протяжении всего последних 50 лет, начиная с 1979 года, нужно просто-напросто добить то, что определилось в 1979 году, потому что они мешают всем, независимо, будь это суннитам, евреям, христианам, каратистам, атеистам, монархистам, коммунистам и так далее и тому подобное. Они мешают там всем. Поэтому там нужно менять власть. Власть какова должна быть ситуация? Власть, местное население должно брать бразды правления в свои руки, просто свергать это все и идти по демократическому пути. Ни в коем случае нельзя возвращаться к тем истокам, из которого они начинали. То есть речь идет о персидских каких-то завоеваниях, о какой-то своем величии, потому что для нас, чисто для нас, я так считаю, это большая проблема будет именно на Северном Кавказе, потому что будет распространяться их влияние, которое они пытались распространять на протяжении 1000 лет. Поэтому мне абсолютно... То избрали сына Хаминеи сейчас новым лидером. Последняя новость, последний день. Понятно. Знаешь, Ибрем, ты Маршал молод, думал, ты такой крутой. Сашидош Эдерас, я выйду. Сашидош Алитюш, я хотел бы вернуться к прошлой теме. Он что там было сброшено там два нарратива, которые подмена понятий, что пояснить дошон. Что то, что те ребята, которые в Украине сегодня воюют, якобы воюют ради деоккупации нашей республики. Из-за подмены понятий, или это он неосознанно сделал, или он осознанно это делает. Он что пояснит, что эти ребята, те, что в Украине сегодня чеченцы, воюют не из-за деоккупации нашей республики, они воюют за построение исламского государства на территории чеченского народа. То, что деоккупация – это сопутствующая причина очень. Сейчас утрирую, грубый пример приведу. Например, мы выходим из дому, надеваем обувь. Чтобы выйти, надо взять эту обувь в руку, прежде чем его надеть. То же самое, что касается деоккупации. То есть деоккупация – это сопутствующая причина. А цели и направления этих ребят, которые в Украине воюют, это построение исламского государства на территории чеченского народа. И душу. То есть, Бог, вводит наших людей, наш народ в заблуждение. 30 лет уже этим занимаются. Будем пояснять людям. Шолдек худу, там было еще сказано этим человеком, что якобы основной массе своей, что наш чеченский народ проповедует ислам, соответственно, что он является исламским мусульманским народом. Тоже неправильный нарратив, сброс в общество, народ обманывает. Почему поясню? Потому что со своей природой наш народ обладает своим уникальным традиционным культурным наследием, своими обычаями и своей, самое главное, чеченской моралью. Соответственно, наш народ не является мусульманским, потому что наша мораль чеченская – это совсем как небо и земля. Наоборот, мы стоим в этом плане в противодействии исламу. Сегодня, что какой-то народ мусульманский, можно сказать про арабов, например, что это мусульманский народ, да. Про сирийцев можно сказать, что это мусульманский народ, да, традиции, устои тоже одинаково схожи, исламской моралью. И про других. Но чеченский народ по своей сути, по своей природе не является мусульманским народом. Да, какая-то часть, якобы в массе своей проповедует ислам,
Да, Умар это есть, это Джабраилов факт. умер позавчера. Да, нам это не интересно. Дальше, Иншаллах, куда? шахид. Царство небесное. Да, Дючек, интересно, дальше, да? Шахид. Дуду, интересно, договори. Мне договорить? Ну, Так, Тойзан. Умар Алиевич Тойзан, Джабраилов. Умер, дальше что? Ну, подох он, дальше что? В смысле подох? Ты что, охренел, что ли? Да потому, да, я охренел. Я вот такой Что это за охренел. разговоры один такие? момент, Вы только что... один момент. Тойзан, Али говорите. ищ сразу сдаться дича, перебить. Ихча не истахул, сихвал, эрвал вешвацаро. Так, салири. Машвол, приходи. Да. Зачем вы сказали, что он подох? Вам не стыдно, человек? Подождите. Салери, Машвол, приходи, будучи свободным. Подождите. Салери. Да. Вы как сюда вообще попали? Ну, я общался с Умаром Алиевичем при жизни. Он коллекционировал современное искусство. Он такой был интеллигентный человек. Не, он не искусство, он таких, как ты, коллекционировал. Ты одно из его Да коллекций. закрой свой рот, кликуша. Сейчас закроется. Понимаешь, ты Понял. Пошла отсюда. какой Амара? И милуй, да. Пошло. И Поднялась предатель тявка чеченского народа, этот Джабраил Умаров. Ты себе русский, чистый русский. Пусть земля ему будет пухом. Умар, вообще-то, Джабраилов больше русский, чем сами русские. Вот примерно такая оценка ему можно поставить. И его там, я не знаю, смерть или его жизнь вообще никому не интересна. Вообще. Потому что этот человек вообще к чеченскому народу не имеет никакого отношения. Там где-то себе в Срусне жил, там выполнял приказы, ездил куда-то представителем, там сначала там ельцинского режима, путинского. Гури не видать. Ему видать бриллиантовых мальчиков, таких, которые сейчас поднимался, вот этих мальчиков ему там видать. А Гури 72 не видать ему. К чеченскому народу он никакого отношения не имеет, он русский. Так, куда у нас Ибраим ушел? Ибраим, возвращайся. Так, Дон Ахча зашел. Так, Дон Ахча, доложи обстановку. Машло. Гиви Моторола нам зашел, да? Дон Ахча. Алло. Алло, 29-й. На связи. Моторола, как дела? Моторола у тебя в башке. Ты больной или что? Что ты бред несешь? Да. Ты больной, что ли? Дон Ахча, ты вот сам своими действиями, да, своей риторикой подвел к тому, чтобы... Постоянно, да, которые, риторика, допустим, все ясно. Дон Ахча, ты можешь представиться, кто ты? Могу я просто узнать? Ну, я тебя слышу. А ты кто он такой? Этого не имеет значения. Ты можешь... Ну, вот у Ибрагима спроси, он знает это. Зачем я буду у кого-то спрашивать? Я тебя в директ спросил, кто ты такой. А ты кто такой? Это Ждун, он Ждун. Ждун? А, Ждун. Да, русский. Что так? Подождите. У меня просьба к модерам не выкидывать вот этого Салири. Просто я чуть-чуть поговорил бы с ним, чтобы... Смотрите, сейчас, смотрите, один момент. Ибрахим. Ребят, ну вы вот говорите о морали, что вы умер человек, Умар Алиевич. Пускай Умар Меня слышно? Я, оказывается, с выключенным микрофоном был. Я прошу вот этого Салери на минуту, не выключайте, модераторы. Да, и просто дайте мне... Просто дайте поговорить с ним, что... Давай Салери, поговорим. Да, выскажись. Я хочу сказать, вот вы чеченцы, вы, ну, я думаю, хорошие люди. Но то, что вы говорите, это просто
ужас. Как можно, человек умер, чеченец, вас соотечественник, который тоже из Чечни, вы говорите, сдох и хер с ним. Но это только конченый человек так может сказать. Какая мораль у вас, какая культура? Да вы бескультурные люди. Смотри, не спеши, подожди. Солере, мы полностью сказать не даете даже мне минуту сказать. Не агрессируй, Подпишись на подожди. меня, я тебя завтра приглашу. Мы как раз держим таких обезьян. Мы Не тыкаем палками в агрессируй. таких обезьян. Я не агрессирую, дай мне сказать. Аль Капоне, свободно, дайте высказаться. Минуту. Полностью, Солере, приносим русскому народу России соболезнования за такую А потерю. почему русским? Почему людям просто не приносите? Причем тут национальность? Что он помогал и Чечне, Русский человек. погиб, реставрации умер. театра Нуродиловского. Это же он сделал. А вы хоть раз были в этом театре? Хоть раз? Полностью наши искренние соболезнования русскому народу. Вот, Ну, русским людям. ну, понимаешь, ну ты непорядочный человек, ты не чеченец, ты Ну, какой-то... тебе Ну не ты угодишь, шакал, вот Солере. натуральный шакал. Ну, Умер смотри, человек, он тебе, говорит, видишь, что тебе русскому грубишь. народу соболезнования. Ну Ты шакал. теперь грубишь, понимаешь? Ну потому Как что еще тебе как угодить? можно так говорить о мертвом человеке, о покойном, Да об что я уважаемом? плохого сказал? Я искренне принес соболезнования русским людям. Не надо народу русским, за надо такую всем потерю. людям планеты. Потому что это Ничего был себе, человек он чё? масштаба, который без мамы, без папы окончил МГИМО в Москве. А вы, наверное, даже школу не окончили. Сидите тут, блин, Опаля, как раз еще интересная говорите. тема. МГИМО закончил. Да, в Вот 85-м откуда году. он. Вот откуда он гибнюком стал, да? То есть Да, откуда конечно. начинал. А Шамиль Басаев твой не был гибнюком? Шамиль Басаев, я извиняюсь. В Абхазии воевал, гибнюком. Перед женщинами, извиняюсь, Шамиль Басаев в свое время поспособствовал, чтобы раком поставить русню. Конечно, в Абхазии он там с КГБ вместе был, он раком поставил. Угу, конечно. Может быть, его раком ставили вместе. В Абхазии он ни с кем вместе не был. В Абхазию он был туда. РУ он не был вместе. Да что ты рассказываешь? Подожди, ты выключи свой микрофон. Что ты тарахтишь? Ты с какой этой вылез? Что Царство Небесное. Я тебе сейчас поясняю. Царство Небесное этому человеку, он подох. В моем понимании, этот человек подох. Независимо, подох ты. относится он к чеченцам. Нет, я же с тобой сейчас веду диалог как-то. Ты же слышишь, правильно? Я не могу Значит, после таких слов. Если ты не можешь, какого хера Горбатов... Это не исламская, это не чеченская культура так говорить. Но, понимаешь, ты только что сделал элементарную... Вот ты даже сам себе подметил, сам себя, что есть не исламская и не чеченская. В твоем понимании... Ну, потому что ты не мусульманин и не чеченец. Мне очень смешно. Если человек я так говорит, подпишись что на меня, на другого человека мы подох. как раз таки держим таких обезьян, которые палкой тыкают. Обезьяна это ты, понимаешь, который не уважает ни жизнь, ни смерть. Ты обезьяна, да. Нужно уважать смерть. Ибрахим, отдай мне его. Подожди, я его... Нельзя уважать, понимаешь, ты не заслуживаешь. Отдай мне этого москаля. У тебя нет понятий, элементарных понятий, нет человеческих, ни культурных, ни моральных. А чем вы недовольны, вот, Умаром Алиевым? Отдайте мне москаля этого. Москаля, ну, очень мне нравится. Подожди, ты там что-то про ГРУ, я как бывший ГРУшник, давай с тобой. Да мне это не интересно. А что тебе? Мне интересно, вот почему вы так ненавидите своего соотечественника Умара Алиева. Хорошо, к тебе... Стоп, Орла. Подожди, к тебе вопрос встречный. А что так за него... Тебя так это возбудило? Потому что, как я вчера узнал... Подожди, у тебя мотивация какая, что ты за него... Я с ним был знаком лично, он мне подарил свою книгу. Он написал же 2 книги «Авангард» и «Абсурд». Почитайте, кстати. И ты кайфанул, хорошо. Нет, не кайфанул, но это... Подожди, ты в Москве живешь самой, да? Я так понял. Ну да. По акценту, да? Я в Москве учился. Ты москвич. Коренной или ты там из Лимиты стал москвичом? Ну, я из Петербурга вообще. А, ты из Петербурга. А что ж ты Петербург там такой, значит, променял на эту Москву вшивую? Обычно, знаешь, питерцы... Ну, так получилось. Не-не-не, так просто так, значит, нормально
питерец Вот никогда смотрите, Питер... какая-то хохлушка мне пишет. Ты был Не, активный или пассивный? Ты подожди, Я ты не не твой соскакивай. папа, понимаешь? Алло, как тебя Да-да-да. зовут? Ну, как тебе обращаться? Николай, там, Василий, как ты, кто? Нет, Сальери. Давай. Сальери, окей, Сальери. Значит, смотри, я эту всю тусовку, вот это все, ауру, всю вот эту движуху, значит, нормальный питерец никогда свой Питер там на Москву не променяю. Это Да только это вот не такие... важно, моя жизнь не должна тебя интересовать. Не, просто не. Что я променял там, что не променял. Вот Ты этот, променял, извини меня, свою Чечню на какие-то евро европейские, там, побираешься. Подожди, с собой. Дон Ахчик. Ты армянин, что ли, или кто? Не, я православный. Я еще раз хочу сказать, вы чечен, чеченцы, и вы не уважаете человека, который ремонтировал театр, Мурадиловский театр, в котором Ахмед Закаев танцевал, блядь, играл серую мышку, извините меня. На чем какой мышка? На чем танцевал? Подожди, танцевал в трусиках, понимаете? Сейчас, подождите, он сейчас все расскажет. Подожди. Вы должны уважать Подожди, Умара Алиевича Джабраилова, царство ему небесное. Хорошо, подожди, сейчас я выпью за него 50 грамм, мне коньяк стоит. Подожди, смотри, помяну. За упокой его души. Конечно, подожди, мы с тобой. У тебя есть что налить? Наливай. Нет, я не пью. Не пьешь, да? И не куришь, что ли? Ты подозрительный человек тогда. Слушай, ты мне скажи, вот тобой... Для такого алкаша, как ты, наверное, да. Ну, хорошо, ладно, смотри. Дай бог тебе столько прожить. Абу Кирилл, вот что это за ты поставил? КГБ. Секунду, дай мне. Дайте его закончить. С Питера, он французский, понимает, не кутмат из Питла. Послушай, ты можешь мне говорить все, что хочешь. Вы недостойны даже мизинца Умара Алиевича. Это мое мнение. Ты пидорас, и твой Умар Алиевич пидорас был. Так, подожди, Абу, почекай. Пидорас ты как раз таки. Не дайте мне его. Стоп. Это было то есть ожидаемо. Абу Кирилл. Зачем ты как бы создаешь... Я его не слушаю, я его просто я вот там дошел до самого уже почти его мне. Человек отремонтировал театр на свои деньги. Да, тебе засунут театр. Понимаешь? А ты даже, наверное, не ходил в этот театр, потому что ты был чечен. Ой, подожди, ты вот, алло, где ты там, Вася? Воспитанные люди, это не чеченцы. Сальери. Это шакалы настоящие. Да закрой свой рот, ты не интересен, что ты мне тут говоришь. Из Питера переехал. Какое твое дело, откуда я переехал? Вместе с Путиным там, это твой земляк? Да, в одном вагоне ехали, да. Вы, да, в одном... Ты у него вместе с твоей мамой тоже с нами была. Моя мама еще там была? Да, конечно. Это же ваш разговор, это ваш уровень общения, чеченцы, да? Не, подожди, я с тобой лично... На авизовские деньги, ой, блядь, все такие завистливые чеченцы своему соотечественнику, на авизовские деньги. А ты что, судья, что ли? А ты на острове Эпштейна... Алло, 29-й. А Джабраилов, это тоже вроде тема этого, авизовская или нет? Какое твое дело? Ты что, судья или ты прокурор? Ты мусор, что ли? Я не пойму. Авизовская тема. Ты поберушник, блядь. Короче, пошел нахрен. Поберушник, блядь. Да. Это... Нормально. Не пообщаешься. Это такой, блядь, это уже во все эти дыры там, короче, понятно с ним это. Может, тоже был на острове Эпштейна вместе с этим. Не царство, это ад, наверное, как там. Короче, туда ушел он. Кобзон они. Это чуваки там, знаешь, остров Эпштейна, может. Его тоже в детстве там поимели на острове Эпштейна. Да, по всей видимости. Да, видимо, да. Его там наверное. Вот он Умар Джабраилов. Да, это его младший, как сказать, не знаю, я не специалист по этим делам. Ну, по его, короче, риторике, по интонации, по базару, что-то там. Да, конченый. Есть. Не, да понятно, что это.
Ну, да, это и стоит. Да. Короче, Я розовый, голубой. Молчу. Хули жауту, ах, шлюх, хуй, хонг, без бог. Саму реагировать, модела, что диктует? Так, кто это просит, чтобы купили у него Хонг? А, кстати, Донарча. Донарча, ты, кстати, черемшу уже в этом году хавал? Не, еще не хавал, потому что холодно. Я вообще в этом году чуть не замерз. Тут что-то было, какая-то катастрофа. Холодно было, блядь. Это какой-то ужас такого. Столько, чтобы холода было, снега я в жизни не видел какой-то в этом году. Что-то там, наверное, какое-то нашествие на нас. Так, вот этот... Аллах нас наказал. Подожди, Донахчик. Это я сидел, чеченец, русский защищает чеченца, а чеченец его типа топит. Джабраиловин. Когда в Чечне шла Вторая Чеченская война, на тот момент Умар Джабраилов был мультимиллиардером. У него были миллиарды на счету. Он ни одному чеченцу, когда в Чечне шла война, и чеченцы были раскинуты, да, вот на произвол судьбы, кто-то там в Ингушетию, кто-то куда-то, он не потратил ни 1 рубль для своего народа, чтобы им помочь. Для меня он не чеченец, он был просто чеченоговорящим. Те, которые сейчас хотят нам что-то сказать, на ваш комментарий вам хочу ответить. Этот русский не защищал чеченца, он как раз своего русского защищал. И что мне обидно, что этого русского привезли и в Чечне похоронили. Вот это, да, мне обидно. Вы рамсы не путайте тут, понятно вам? У меня все. Вот у меня на канале есть его видео, как он в ПАСЕ заседал. Он сам лично говорит, вот, когда поднимали в ПАСЕ по геноциду чеченцев, он сам говорит это. У меня на канале видео есть, посмотрите, если интересно. Как его представляют, вот какой геноцид в Чечне. Вот у нас вот Умар Джабраилов, тут кандидат в президенты России, вот так его представляли в Европе, понимаете? Он россиянин, полный россиянин. Это чтобы оправдать все вот эти убийства. Да, чтобы геноцида не было, вот его как бы... Российский Абу-Кирилл, вот давайте себе его оставим, дарим вам, вот его, Кадырова, Ахмадхаджи, еще и кто, это Ямадаева, это многие ваши герои, вот. Это ваши герои. Еще мне скажете, наверное, вот когда умрет вот этот, как его, мэр Грозного, бывший, Гантамиров, еще он скажет, что он тоже чеченец, вы мне скажете, да? Ну, я тут грубить ничего не надо было, просто я ему полностью соболезную. Вы шуми, Ибрям, да? Акцент, да? Шнырек. Да, искренние соболезнования ему полностью. Да. Ибрахим, а с какого он района, села? Атагов. Старый или новый? По-моему, новые Атаги. Те говорят, новые Атаги. Чтоб такой день каждый день был. Ну, правильно, все логично. Новый русский, новые Атаги. Новые Атаги, новые. Блин, Клинтоном знаком еще. Клинтону его посылали. Это коалиция острова Эпштейна. Да, у него была встреча с Блином Клинтоном, и там... Они друг друга, Клинтону сказали, что вот типа чеченец. И тот офигел, короче, удивился, и как бы к нему приблизившись... Подожди, не вмешивайся, приблизился к нему и как бы на ухо ему сказал: никогда не сдавайтесь, то есть никогда не сдавайся. И этот мудак пришел и сразу своим хозяевам, там, типа, они, видите, узнали, что я чеченец, и сразу двойные стандарты у них, короче, типа, они вот так хотят поддержать, там, как бы, завуалированно, да, там, как закулисно. И вот такие вот, скажем так, вот такая ситуация. То есть там Клинтон думает, что он каким бы там русским присланным там работником не был, все равно в нем что-то чеченское должно быть.
к сожалению, вот у наших подрусских, именно вот чеченцы, которые стали подрусскими, у них вообще нельзя нигде нащупать ничего вот этого там чеченского, ничего у них как бы не осталось внутри. Если он стал подрусским, то это уже все, он уже больше русский, чем сами русские. Чуть что я в кусты, чуть что. Да, у других не так. Вот даже гебнюки, да, какие-то вот Шаварнадзе взять, да, который грузинский гебнюк. Его посадили в Грузию, чтобы по указке в свое время назад стоило всех возвращать, да. Ну, не только он, там еще другие. Ну вот Шаварнадзе все-таки как бы грузином был больше, чем гебнюком. И он потихоньку там подтянул Саакашвили, и они вот это свое государство попытались на ноги поставить, и им более-менее удалось это потом сделать. И... В Кремлевской стене похоронить его, Умара, вот, за его заслуги, по идее. Да, или вот на азербайджанские гебнюки, вот эти, Алиевы, они тоже, да, все равно больше азербайджанцы, чем гебнюки. К сожалению, вот в чеченской теме какой-то гебнюк, если, то он уже как бы, ну, на все 100 гебнюк. То есть уже в нем нету ничего чеченского. Кирилл Хавалин, да, или Новодевичье кладбище, или самое главное, вот это Кремлевской к стене можно было его похоронить. Вот это было бы вообще нормально, святой водой его облить и в стену туда. Вот заслуги перед Отечеством вот это. Русские. Так, походу, Аль Капоне у нас ушел по-английски, не попрощавшись. И Мило, и Аль Капоне. Из-за этого гостя, пассажира, ну, хоть что, он иногда в ЧДП туда заходил, на телегу к нам. Здесь он в ТикТок. Донахчи, что ты там? Нормально сижу, отдыхаю, ужинаю. Слушаю тут, анализирую. Черемшой? Не, черемши еще нет. Сейчас Черемша не растет у вас, Донахчи? Полно тут черемши возле Киева. И то есть правый берег Днепра, везде есть черемша. И западная Украина туда. Житомир. Ты давал пробовать местным? Ну, я рассказывал, еще могу рассказать. Короче, значит, тут местные, когда я увидел черемшу на рынке, я смотрю, они продают ее, это, ну, у нас мешки килограммы, да, там, на Грозно, а тут пучки, значит, пучки чищенные, он уже чищенные, без этих сапогов, чищено, порезано, ну, только помыл ее и вари там, или на сковородку. А я первый раз увидел, когда в Киеве, и, значит, смотрю, женщина подходит и говорит, мне 2 пучка. А я увидел, меня затрясло, потому что я там жил в другом регионе, там не был. Я говорю, а как вы ее едите? Она говорит, ну там я ее крошу с яичком. То есть они в сыром виде ее крышат куда-то там с яйцом или какой-то салат. А я тогда все понял. И я у этой женщины говорю, а сколько у вас этих пучков? Она говорит, ну у меня там 15 осталось. Я говорю, все забираю. Еще у кого-то есть соседи, а рядом стоит у меня 20. Я говорю, все забираю. Они так, я говорю, ну, я не на перепродажу, потому что я им объяснил, что я могу ее кушать, вот черемшу, вот я могу кушать только черемшу, например. Вообще, вот месяц могу только черемшу кушать. Ну, я им объяснил, что ее надо обрабатывать, чтобы лишняя кислота ушла. И вот я миску съедаю, вот, ну, сколько я съедаю, там, сколько вот меня влезет. Я больше, чем полдня, я, например, утром съел там, чашку черемши, я только к вечеру у меня там чувство голода появляется. В морозильнике она тоже нормально. Я знаю, и мы еще как делаем, ну, делали вот банка там из-под маслин итальянских, туда, ну, как бы, вот эта черемша в Украине, она такая,
даже более такая, как бы ядреная, как бы более, что ли, острая. Она менее крупная, как бамутская. Ну, как бы то же самое практически, только чуть-чуть она по-другому. И мы ее идеальный вариант, вот это украинский черемши, когда она молодая, ее не варить, ну, как мы раньше в Грозном поставили на плиту, там 2 кастрюли. Сначала чистишь ее, сидишь дома, чистишь там. Потом помыл в кастрюле и потом на балкон там или там, остывать ее. А тут идеальный вариант, вот мы опытным путем, казанок чугунный. Кто в Украине живет, если, значит, казанок подогреваешь на огне пустой. Моешь черемшу, это украинскую молодую, туда кидаешь и потом там, несколько минут потом помешиваешь, чтобы не подгорело. Потом, если она еще чуть тверденькая, сверху крышка, она чуть-чуть доходит. И именно в чугунном казанке она вот вообще супер. И потом остужаешь, кидаешь в банку, если там летом. И масло, и она стоит долго, короче. Вот это черемша. Вот именно в казанке чугунном. Я просила, ты выпил, ни хрена. Да. Портится она так? Не, в холодильнике нормально. Не. Ну, там можно туда добавить масло оливковое или это. А галушки пробовали вы делать? Не, я черемшу только в чистом виде признаю. Ну, как бы. Не, надо попробовать. Это вообще... Не, черемша в чистом виде. Вот я могу или с растительным, домашний, первого отжима, или с оливковым. Творог, там. Не. Это так, нет, никакого кайфа нет. Не. В чистом виде, а мама у меня покойная. А с зубровкой можно? Зубровкой? Да, легко. Это отлично. Да, добро. Да. Это вообще идеально. Салат. Черемша, кабачковая икра. Еще нет, сейчас, если будет где-то неделю стоять, плюс 5, начнет она. В прошлом году был рекорд. Панчати, у меня вопрос. С отличием или без, если у вас понос будет, ко мне обращайтесь. У меня хадис пророка есть, как понос, короче. С поносом бороться. Нет, пока да, это 100%, 100% результат. Сомнений нет. Если что, будем иметь в виду. Пока проблем нет. Маршал, есть, да? Маршал, просто к пророку обратился один муджахид и сказал, у меня... Да, номер Аллах, номер. Так, 140. Главное, черемшу не смешивать с кефиром. Если кефиром запить, то... Подожди, сейчас я принесу номер, сейчас поговорю. Ты по-ингушски ел черемшу до ночи? Нет, расскажи, интересно. С молоком. Я как-то... Чего ты прикалываешься? Нет, смотри. Действительно, в молоке готовил. Я верю, смотри. Как-то была спартакиада народов, это РСФСР. И я тогда вышел в финал, это 84 год, и листа. Я играл на первой доске, на второй Магомед Бангаев с поселка Калинин играл. Значит, мага. Мой приятель, значит. Ну, я в финал вышел. И в листе там ходили, там кафе у нас, талоны. И я там чай с молоком калмыцкий, значит. И я как хлебанул. Алмак чай. Он, короче, чай какой-то с молоком соленый. Да. Алмак чай он называется. Не, неплохо. Ты черемшу с молоком. Чай, знаешь, до нашего, вот этот хлеб есть с кукурузной муки, с ним вот вообще хорошо идет. Не, я вот чисто черемша просто, мне ничего не надо, мне вот только полить ее вот это, масло, если оливковое или растительное, и все, больше ничего не надо. До ночи, а в Украине не как мы едят ее, да, тогда? Со сливочным
со Они сливочным вообще пробовал? они вообще тут. Я ехал в такси один с Мироновки, с Киевской области, откуда привозят. Я говорю, ты хоть раз в жизни? Он ни разу в жизни ее не ел. То есть для меня это ну, для меня это дикость, как, ну, я ему объяснил, говорю, ты, как бы, что это полезно. То есть я был шокирован был. То есть у них нет этого культа. Для меня это трясет, я там бегаю, там есть одна точка в центре, ну, в центре Киева там одна точка, ну, там продавал, сейчас ее уже нету. Я то приходил, забирал, она говорит, только ты берешь, и еще один берет, то два. Я говорю, наверное, чеченец. Она говорит, да. Ну, говорит, привет ему передавай. Говорит, только ты много берешь. Я говорю, наверное, второй. Говорит, еще один мужчина берет. Он говорит, она на меня смотрит, потому что я внешний, как бы, ну, типа. Я говорю, наверное, чеченец. Я говорю, да. Ну, говорю, привет передавай от земляка. Пан Джорджи, если вдруг у вас будет понос... Да, вот. Да, иди к Роман, иди к... Тебе что? 24 глава, лечение диареи, 5700, тебе предоплату 5716 Сахих Буари хадис. Однажды Абу Саид сказал, однажды к посланнику Аллаха пришел один человек и сказал, да. у моего брата диарея, то есть понос. Тогда посланник Аллаха сказал, пои его медом, то есть. И тогда этот человек пошел и поил его медом. И снова пришел посланник Аллаха, сказал, о посланник Аллаха, его понос, то есть диарея лишь только усилились. Тогда посланник Аллаха сказал, истину говорит Аллах и лжет желудок твоего брата. Маша Алла, бля. Вот так вот. Короче, если у тебя от черемши с молоком будут проблемы, запивай медом. Пожарного шланга напор будет потом. Да, если это будет напор, это виноват желудок. Он тебя обманывает. Я рецепт тебе скину, пан Джорджи. Это пан Джорджи. Канавас, tur vindet lo čuven. Kanavas tur lo čuven vindet. И Габриэлон, пусть земля ему будет пухом, резлоч, да, человек, Питере Рушаба, это кремлевский стена, бат, это, суюкуанная, оля, даронцан, дарет, духуешави. Сталин, бюст, яцун, алха. Всегда увагуешави, это, герой России. Бюст, улли, хотябат, язык умай, арма, язык ждем, бюст, его можно тоже, как бы, под Лениным, под низом. Да, стена бат, как раз. Очень много буквы, известные, это наводно гадарты. Не, Жабраилович даже гнить не будет, потому что полностью мордабал скок стекнул. Из Лелин, Олли, Вильчан, Вахкаталуш, Олли, Вахкаталуш, 100%. Да, уже, Морба Ахмар, дабал лахсон кок стекнул. Рези баскин, я еще россиян, ведь сон земля пухом был, рези баско, да. Вела Путин с Эльчем Хрибароныш. Ну, короче, иштяхло. Баски, что, баски прямо, да? Да, шук ногче мухал. Представь, да? Ишь, ты сумочка чахаешь он? Я, знаете, на что наткнулся? Я Муджаида вечером искал после, короче, этого разговора, да, и вторая, законно, Бузамболш, Муджаич, Бумач. Короче, листаю, раз, слышу акцент, короче. С евреями сидит, короче, чеченоговорящий этот мудак такие делает, наиб. Раз, да, чую, алло, нас сюда, короче. Я делаю вид, что полностью я муджахид. Сначала этот олень даже не понимает, кто я.
Короче, он думает, что я вместе с ним. И потом реврением начинает там, короче, тройным этажом обкладывать матом, там меня посылают. Но все равно я настаиваю на своем, что мы будем заставлять их платить жизнью. И этот заднюю дал. Прикинь, говорит, он жжет, говорит, представь, даже я начинаю, ты говорит, этот говорит, нет, там не так, короче, оправдываться. Жук чнала, оправдываться, я шук лох. Да, полностью ядерный, цатуос, ты опущенный, короче, чё босс. Боя хунядин, буя меллегюч, метхела, худящу босс, чё, как. Mēs denču дацевичо, жукчен, тия мото ёхшо, буэрше тия ёчолом. Полностью опустить тысяч. Представь, здесь сидит в еврейской группе, им такие делают. Нядин ислам, исламе. Почти 2 часа насият, мадина шучва. И ночью внаден буба. И сеанса ролик гири он Ибрахимов цукласинел, это канал твой он рекламер хусос. Короче, эфир засветел у нас, да? Меня нормально, да, еще. تعو حالات حوالين سي نورمال اوراندوش لا مزدش عش موريسو با هويا مولنش من ملاتا با مولنش تمل قا ملاتا تسمل كناك ملبا جو حجرسن شو سي نورمال اوراندو يغوبارتي اوروخان او يلا او دينجنا او تيدا كاتش دينجنا еще سي نورمال اوراندوش لا مزدش عش ورسوم دا تودي ملا والله ملي تسمل ديربا ملي تسمل كناك مليربا دا ايش بوك نوفشي ايش بوشكت يا Сразу и десант хуя, сам чуть-чуть представь, да? Он жжет бош, комментариях yazmış. Аяды дух. Халеол босс, кто-то жжет, мы сейчас показываем, я перед всеми этими евреями вас опущенным сделаю. Гверху задовцы, Аллаха, пидорасы, бош, что-то это, хайолца, халеол. Не вот söyleyeli, нухсон. Ну не один, ищ да чуть-чуть. واسم شيء نامر شتان وخان دا چوما تو اخي ور تعزودي واخن اش دا يزواش شفتوت يتل جوك زوديات ужас бош говор штур нашуч ашух цан войниц нашят и штан голубой ислам дуч ашух чухен мудак грёбаный это от их диеш жукчен ти я моту вой да дой орду ايش بخور чуахожен да исан мелгол Most овелвел чадас и Что говорил, что с экран ты резину почти 2 часа изом. Наверное, а за что он просто хавилен сахеда духа. Да, Настя, у тебя уже отбой там или? У него понос уже сейчас, после часимши понос начался. Он занят. Тишина, да? Видишь, он смс пишет, чтобы звуки не слышали, он уже понос у него начался. Рядом закрывает у нас. Короче, уже тихий часто. هو دوق مقدار إذا شو مواتسون شو هو هو sånn så ekran tihit och så du комментировать те что ты мудазуш чудо ядер нет не сложивший уши за Умара Джабраилова накати халяльный 50. ناهيت دين عاشوخ как раз это ты помянем الله يخدع شتو أي ساس ده اتنقل دون أحكي بارس أسبوعها دون أحكي ويا ده ديش ما دوي وانت يا دوقي أي ساس كده اشتريت دون أحكي خانك تان تزكوس خانك أخو Черемшой занюхай, короче, нормально. Не, угар интересно, куда хайда шон. Жукчен, қиечқамнашен, нохче бубохш, и хум дуч хойшен ашбух представит. Има дуйса дуагидаг. Это не чеченец. Вот за армянш болс дауется, суйлит, або, он не чеченец. Представит, даже.
Doğuqınaş bu gazqı boşlavıtsa. Питербургер, Москва ашол, аскы укит салерия, чувен, вы не чеченцы, бо. Ali, ما خش دلال. Жабраило, Умар Бана, إذا Я что ЛЦЛ, короче, да? Чуть-чуть. А вот отдельная шкия-то шо? Suomi doi vatnikiat irondat, tinnaskiat inatsar. Ты кальсон, что хайе-то шо, эрцелась туда. Дон Арчи, меньше 3 камней используй. Меньше 3. Это сумма. И кальсон шгирион, ты аишириёшь, ты красный хуяры. Лампаш. Лампаш. Маршал Шук. Маршал. Да, ладно. Зердон, я русский чеченского происхождения, Не, руксын запись хочу. И ума стоп удова цунва ухилмек шуизот. Кальсон штай, ты шерцен, лампа шерцен гирион. И кальсон шетин хайяхлар урати памперс этурил шорез. И вендетта и албаку и закарети тяо сърч суни дитца деш дай тасуне. Что даде кенду? Питер, очень датас, очень как раз хайт диештар, здесь у вас представитель один. Ада исла. Представитель Питера во Франции. Да. 2018 года. Эчкери байрак яслил шо, так представьте, Полностью и сърч дасун дах китла дитца деш вендетта, там материал я шусо. 2018 года футбол ажуалах, не то, что Питер, он в Москве даже был, представьте, Москва был чемпион. Удар. Кайла. Лах чухол. 2018 год, международный кубок по футболу, FIFA 2018. Массу ارجعوا. Кайла. Изм ши дипломатический. Рисковать ден тонцу разнерсан. Дипломатические визы, в любое время. Разнерсан рисковать ден тонцу. От Эпштейн остров, изут племем цахиллати. Тино яқи ешерц, зут племе яцуна анз. Кино дикривертуну яқчу. И Умар Джабраилов қибашешта беген тявич изут племе. Изут племе, ау, и биоизрешение. Собор. Вообще биоизрешение. Сахам алитиш. Asam غازقي جبريل بوخم الجريز خندوات جبريل شام اور احمد عجويلشن بوستمنا موجود بو ايه вообще резват, вообще что дать. وجبريل اسمه بار احمد عجن царство ему небесное. Я что цунал так что. Шел книг подарит Тинбар, то короче. Дугин книг стрингезик да ходнити. Ideologi, målilogis, knig har ju ute eller så var. Просто мор гуч мо, вот что это дебил. Ибрахим, радио Марша тахна чукас видео или давил Умар видео Абу Кирилл Моравелан. Ой, Абу Кирилл, короче, Москва на гвате, милуй по. Табачный король Олонсон. Моравелан, ну, Жабраилов. Кирилл Моравелан. Что ж так знал, а так зуда, что марцаю, что местная, зуд племя, вот.
Достоин Лукас, вы полностью. Уде достоин, Азнеосан. И достоин хан ол, что те царь. И полный, полный кавалер, хули полный кавалер, окас и достоин. Ибрен, да тумсо муар карнаватве, что шмакос, ишчо, И полный кавалер, выйти орден. Да, уги тебя, короче, полный. Карнаватве. И асит сурт дают дон, ас он дама дает нери виндетта, та сурт и карнаватве, улшил, далушил, гирионца подарок. Видео юж макос, тумсо карнаватве. Не, асяющий, це гирионца караса, подарок ёл, вот вам россияне, Кирилл, заходует. Es Olbakos, Hasdelsan рисковать, Антон Питер и Олан. Der francuski spetslušan dagajte djeza, hodeš ušao da. Noće ona rolovi vorar, varma noće представлять бобо sa lelo šuar tuot. Короче, то оман за отношения ел шатер. Короче, хуюч лил шуцар, алило шу, он хаба ойла. Опусти. Наркоман, ваца, заблокировать весо, кочу, они хармилу бхаарсун, хара, норвежец. Милую. Джаконда у просто то хадичтек или дохалдит тис وطلع بيوم بيت خشوا просто заглушить ويش الشتا ولا حلوة وشون يلوي أسنت أبوستي توقع ديريس شو أبوشني جريان يصير أبوستي هم يلوي ميجات واتحاني شاتا الزدرش دول ني داخل عمو اول ني زوال ليلن قولي ليلن قولي واعي ذكرش دي أشمالن لا يا يا إطلاس ونا يا إطلاس اسم مود مودن هردوخان بوصل أمة دقوق تندعوان هقول بوصل تقوى تربوش ده هرسن بوصل تقوى أسبوع مجاهد سندعواله المور خشوشو ما خبطت بزبط بمب ديرو حي صاوان ككراز مصو قنوش دعدا خاوين بالدعوية ليزم إيرس كان بيوسنام تويلا إذا إيه بس ده ديرو 100% Ustade 100% Allah bordel şu on im dik kayftu ya. Qotir olsha tsigi bu yechna kayftu dawan. İza konna mujahid. يسوون بولنس قنواش دعدا أخي ندير وين قنواش أحمر جايك دايا خلا تيجي عمرت إلا تور هربوتسون الله أبوي ينباح باش تيجي ووش ليتشا كبزون نشينك حبة كنت إبوال مكسو ده يقبزون خير بويتها واش تيجي داقاتشر وجا مو تقواش دعويت جندونا كبرك بهم مايات في دعوة انت وصم دعوة لزومك إبراهيم تيجي داقاتشي بورتي نسان زاز بيهنا لو الهدوتو إرن تروب سليلو نه تيجي داقاتش كبزون مرحبا بوش جدر حسين مرحبا جدر حسين نه أسبوعهم شو ديخ يشمايزون الله تروب كليلو وجه كواردن شو جمانش دست كاتشتن دو تروب كاتسلو شراسة دخوي شو جه مرد كتريل كتشو عربو تاش دوجه نه يا أخي حبيرش تعمل تروب كوارد ما دوي تروب كليه بس تيانا تعير ما مرد دعوة ميسا دعاقن بالمرتنز دعوة نيتي ميجي دعاقن دعوة اللي يزمن Свободе дочу хубаво, зачем вы издеваетесь над умершим человеком? Хавал, гергал умается, хавал. Россиянин, давай, рейс бать. Кандидат президента России. ГРУ, я офицер был, я офицер, у меня наградной удостоверение. Да, у меня наградной пистолет, я воевал в Чечне был, да, и видите? Зачем? Yok etsa, я воевал в Чечне, это мой наградной пистолет МАПС, спецоперация, лука.
Čo augšana hausīši? Parabellum, jau šašien, tu hagdat, ido 12 ļūķos, un jau damam parabellum. مجمو بيحنا يرمي ام جا اي ام ها Gimo jākan, МГУ. Тига сразу, короче. Ты маховший. Или он гадает, и что чаква вот ахтфул чади. Это не значит, что он своим умом там прошел. Ах, да, бадагдейш, ты. Да будут сидеть, вот так мой. No hinter das uzordu qisdan das khayfum isin hayusun tat tawaqqas. Nim dono shindi tadarah. Ne, izam nis du, da LG Штойлсон. Он да чего noch durch DLG Штойл. То есть, чтобы Всевышний там ему, скажем так, перечислил все, да? Чтоб земля пухом. Да. Из-за ДЛЧ шталан Штойлсон олбоксан маду DLG Штойл. Из-за до кефир шуй штал. Буду лакши терсан датва любой велсаган DLG Штойл нормально думаешь. Так, короче, Кобзон даже, Ола DLG Штойлсон, то есть, чтобы из-за это не переводится, как чтобы его грехи там отпустил, а переводится как «Инсгоч дар геш дар цаб муэрдон». Расфасовал, перевел, распределил, короче. Иштец, да, не стоило еще бокса, не стоило. Цундел, это не проблема, да, где что он бельчный. И атаки даел хумхилля, ночи коман, и балиел хумхилля, и тишел шукаст, короче, хуза. Просто тана Хамиск дина хайчва ашвал сагма вайцве хузуич до да уаш ночи баллотироваться до бош президента России угур ночи положение да еллол шена туан цуюқи юэллан херхум типа чеченцы видите даже доросли короче да Президент, какой вы геноцид был? Да, смотрите, какая демократия здесь была. Вот Суман подыгрывать, шлелел. Чмояц, им яиц мухцают, там еллел лабазанов, хуйлазе, кадырки. Вот иш дука, из звука, что я сбагенцы, гантамировать Ибрам, из-за что это кардуха, что на дуку буку, что бесин, да? Так, то она. Бьёх, угур цабьеш был. Угур цабьеш был. Европей читать вопрос поднятый, поднятый чхена, геноцид чеченцев. Арваен, уагаен, отчу. Чучуа Страсбурга заседатель нахла, карсум надати, вы. Это хитсбе, сучуа заседатель нахла, посечу, аж мегмелве гумовой, сучуа, изледниш, даялнар шайк, ален, ашу геноцид дюц. Хамет тарук ночи алар хавен хар дa'ваттен суча красаватса деш ляллык мстав ночи тя самат дин тоsu бди дин бо знац лял хрука алга 100% хрук тоsu бди дин хокрасино бо камел штя ляллык вы канала это одинокий حنان يبوخ قدير وارق اعداد يش دايغان ريزيدنت والله حنان حلاقان تاع بوخلار سكوتشر دعوالات ну я здесь стоп грубить молодец свобода что надо а что и чуть-чуть бьёхом шазу швега а вахиши والله وش ودي ازدود بيوخم ابراهيم Со вообще чуть-чуть Аз опущенный ногтем, я здесь из хошна. يا حنان حدابوخ دانا موخي ورد فينديتا موخ Hokaren bagabban za dőcice poemos lildin du ne azudashta. Hokare harsham botak boerja ta is dirdo ala postista izmos. يا دات ها اوتاي باوش سيت اقيدر Шейца холш не нагиш дадах малеца шеш уже опуститься дню ниже плинт опущены мои шей поеморсан.
Так, Аль Капоне كل حيغ مش по-английски. بوه Шо? صعب كل حيغ مش بوه По-английски. إبراهيم كل Ну حيغ что? مش بوه ما يشبعوه صح ما هو نشبيش إيه كروشي غلط بحي. تو بعدنا دوخكو ولا زود يك تجيك أتوم دا خنتي هيقصديش إسلام دنيا هم قواشتات هم تو بعدين دتنا لوبوي هما كروشي قدير دول ديز بوش داس أدم دوي كروشي شتو شو هنزوين دوي لينا كروشي ونوشي مودرون شو يعدل شوم دشي قدقي بريتسات داشتر قوي هندي توب ديش عني كروشي Путин يهم с يخو ديش амнистия отменить майнер уже то хотится уйти. Не свой хыло. что было. Ну, Лубянский тянкач говорит, вот я ведь соч мавати, üç да, тянкач говорит, Так, оху засун критикуешь, все равно тебе не к лицу такое поведение. Ну, поведение, не знаю, я, например, вот здесь был гость, москаль из Питера, я ему соболезнования от себя полностью как бы предъявил. Ne altgelielson is hier de goede duur yazes, als zeker bahone Ibrahim Megersba, is je deel ne altgelielson dat je buurgoman, zo shamel die nog chiroman, zo melbin testberg, doe kidek deel sheikh duzul, passa и мубах лёкассон, да, это и Я вас полностью соболезновать, Дирксон. Я соболезную всем русским людям, русскому народу за потерю у них и ночи оман и ташбек мелбин чун и бадак ден чун дал хелю и садканет у них умер герой России, можно его даже назвать, который полностью соучаствовал к тому, чтобы вот чеченцев затащить под русский сапог. И все преступления... Ибрahim, ночи оман ташбек менчер канет сят, что там шин хулсер, да лишь конец хулился, массана. Ну, там, кстати, еще неизвестно, как он, короче, скончался, да? То есть его вполне могли исписать человек, у которого много информации, и который там может уже может стать там маразматиком по своему возрасту, там, по вот этой наркоте, которую он употреблял, и ненужные вещи уже начать выговаривать. Поэтому вполне могли, короче, списать и как бы как на самоубийство вот на эту тему акцентировать. Орденч хаусиш из интернета, да, я зачем медаль наград российский, вы наград хауса даришете, Википедия что я видите наград что мязен. Дыр уля да сует штуксон наград чуваком. Так, и баха хаусиш, да, милу. Он российский чиновник, российский закон, больше русский указ, да, разраскал. Скачем доку алсам уважение ухой мост хвала цунгчула эрюх эрбон опущенный те лейх люлелел эн дауэл жодел геш долел диз он пошел он нахрен Далат да всех да цун тябол да лоуш ишт кадах пылцери дукас Швац СБАЦ исламский государство и Бош плюс 32. Хайр хинца Эпштейн уйчуй. Эпштейн ведь халт я бац, он Эпштейн табер, тут я хочу да. Эпштейн уйч Турцих я нашел террористы, воша у докки вош. А почему вы не осуждаете? Что он, чем, короче, из-за того, что он, я не знаю, они ему еврейский. Лама куз был бахот, хайзадир, кусок ибаня хердуха шадик.
Problemi vitebak. الله حجاب اصلا تيجي عق ارا هندت انت عورات قش خليش Burada sana أنا iş yok kaydı dkhilitin. и Epstein. Кобзон, ну и Кобзон, например, жукте, и он цауюцте саму. Kabzon. تو بروز وفدت مدي الله اخي عورات قش هندت انت حجاب Hundit. Da hun så en ba. مودر وقر توارتنك Не, уж мандиц. Madis, осуждаю. Плюс 32. Vendetta, sobnet. Epstein يخليه iş yok kaydı dkhilitin. غدايلا ايش شقاش سون زود خلي بيرش خلصا سون محمد خلي ما سون تريت سو حديث دوسو صار آية دوس الله وما جدا شوي بيدافيلية هورش سيان ريز باتم زا بوصلنا خزخيت ديش درقي قوتشواش حاجة بايمري سنة تعوال خزخيت ديش برخش Epstein يخلي البنات صناياتي. داتس ايلري باهر بينام تا بيرش تا اوستروش ديزل سوغا حديث دو تريتسد بايمر اشتدو بيت ويجر شريزات بيتس وشتورت آية دو الله Kadir Gabrielo Küchler sunluyor şu bahtan вопрос. سنة تعو بايمر سألت ايش سنة دوك مجاج Интересно, дука посунни лил. 100%. Бели işte kvartabelin işte o zaman sagvalık sa organization zaten. Не, и очень фарват младше Кадыр квац, хинца младше бути, дала действующего квац. Очень интернет халюзенер сурш цаны кера сурш дехни цаны мервелен сурш дехни. Не, сун сам вообще даяхат стемец бела бац. Дела и серч там чутеш и стацион хуеш. Просто та сун боиш бол не хица цэца гинах сун ца штат ца чуч хайрчи ца темшин ко хайрчи ца что-то больное там непонятно. دوی بالنوی ما ای پایمرس اشتکیگ پایمرش ین اون لورزن و جبرائیل ویچ دعوش واش الله قولي تكون اكو يعني اوقر خزك انت تحترلي ووش الله قن اولي حلوة قولي وان تعمل لك دعي وقت دعوش مالي هايقر هو مش مدي يتمكش مدى بوصل بدين مدى يشتمكش تو Detto giudici. Khazaqowa. السنة تبيح دويتر دات Так, عنجي Тесла, Мичау, где Тесла? Vamos de Ashron. Хуй витерлаймаш, де шо? Ай витаги. Mr. X. Тереверлаймаш и витерлаймаш. Вот садина, цугацкаши, церкви штуютер, цугацкаши, театр штуютер, гетё, цугацкаши, дедомшен, 8 шлор, пенсионерши, 8 шлор, но цу Чеченской республики, сия када, цу копяк. Единственного президенту Эмилу Кадыровс люстра уали там барцу, 10 миллионов дёр, мяждекчу, и всё. То садина ногче ама цахам, он всё эти свои имущества, деньги на русских тратил, хацау кондуется. Санениш почти трошку ханюк, то басква ашел. То цадуйте цастого, вот тут домар дин дуй, сялхам бял оптадер, вел элдаскуш. Хуй же мамстар созвониться дичхэ, то гацкыш уамил дел, ах, чудуй бош, ана дашар санениш. То цадина гацкыш дина, то ногчиш нам цадина, хума, хацоху умадейца. Ağaçcan son Michigan torte ortoytan diş. Khan aprdlon khan te khachal joxsan achch al tawarq achch diş. Awala achch dersen atwa telon atwa ta tish detish dol hada eta la chung di al tawarq. Nava bas ist gergos ta olar es короче чо холчвата ore bos. Ogamel achch achch az der yok bas ist gergos mukhol. Вечером моя пойдем. Ублюдки.
Так, Арпал, куда наши зрители рассосались? Джач. Да, да, ваш волчар, bu saati molda şu ye. Volçar. Uy, Da iz nasihat ya şori ala taboş. Da bu hal boxant ekaç. Перейдем 100%. так, ладно, короче, на сегодня тогда давайте закругляемся. Кому интересно, может туда тогда перейти. Pancha te hadis написал de где он? Sanzucho цитилар пармацо, что там то, что это. Пару дин она дезелес, пару дин он. Так, Аль Капоне, дайруйлар по-английски. Соцунрез вот. Аль Капоне. Охалхаттатун солдатюрят, но общий эфир ура муше мнение высказать там экшонистах, есть просто хайлот модить элчандо, суч охалхаттер ахтуна модераторство ел. Он я че вож ворисин Кавказиаца орелдек авя. So таус стримини сельчхайна царво обсуждать даштани селосо. Хокол. Асюрч хайнам цейлар он ахсун и модератор. И враг заблокировать норвежец. حقوب وحقي أبيت سؤال وحق إذا بتشعب حق والين شو وقدات إيرسا تضيع وقدات إيرسا وقتشري قدات إيرسا وين ليش برضه شو حقوش بيلو إبراهيم سنة مدو يعدوا على الخزاد ويشتري عشتري وبوصل Просто Аль Капоне позиция муйон эльчи в 90-х годах выхилился позиция му вахабище, короче, дикбу гнеды наша дикбу заигрывание, путем заигрывания попытаться найти, короче, какой-то консенсус, выход из ситуации. Чуна просто улкса. Хам Аль Капоне воруйдуешь. سون إيه سو تخا إتشوا وروات سو حاجين وات إنه هربري أرها أيوة ده شو تريش بوك إبراهيم ويبيش تاتر ساهن телеграм сейчас скажи кто твой друг и я скажу кто ты бож и туда ляс пословиц тыч ты дуат хабукаш и хавохш я ты заметил тут я асо скриншот я это личка что хожу рот Ну из прям субо хави дета فاهمة تسلي شوي كوتشي ما بول تسميكشن كوتشوا أصبح مو ميجك على ميجك عش والله بوس حماري لردي أوكرانيا أوكرانيا ده يعني عش هو فيش يزوجون ده بوس يا وفين مدرسة إمدلني يا تبوت ودي دخلت شوفور حكا مش يتعدلنا بوشك بول يكتو то сесанеко с тобой хуза. Дик халга дуис. Ишт, короче, надуй чадуй сам бол бе шут вайши. Кайшин ишта хане шволш. Юх ишт дела. Ишт ишикан тверту. Ишикан тумерту, да. Ишта зуделе, на туда сюда ишта. Украинка ишт ел. يخرس يلصق شو كسول عايش سو اشتريز تاخد لفات وتديمر يخرس اشتا امدل تنقل نعطيتي يغيت ودات بريوات فايتي سون ديلا امدل تنقل إبراهيم أسباح короче ديلا امدل تندكتو هوكو نسدل channel ديرتا حاجة إبراهيم حيوش هو تاري خاصون شو هو قوشي ده ديل موستغ عارخ أوت خيشري دخواتي دو بو بريتستاتي فيديتا خيش فات مانسو باوسي وخاني أسبوت إبراهيمك حقلات شوشوني حليشتي كمينتاريش حبيرزا بوس إبراهيم أوكراينكي علينا أوكراينكي بودلاسكا بوش أشو حبا صور عيران حماري لردي بوس أوتا دي تو شو قوتك نو ناين دي حال خو تيبا أوتا شريع حقو شريع أخواتا دي دا أوكراينكي ماري وعشو دي دا ما دوك دي تيرسل
Ой, Твою ходин, поемарстон даушмалин, из-за мочитин, ёхтун план, да, план моите ой, галсек هودا мол. دياس خايشون وهودا دياس خايشون украинчи كيفيرشي أتار أي خوشتيгат там нужно специально гимн лакетиез украинский, Saunēdin, Ukraina, mūjeris, короче. It's Aslans dik lokoni, Aslan Arčuja, uico dik Lok Aslans dik lokoni. Juh cultiak. Едеdo, evo. Juh cul, atjemali. Juh cultiak, короче, сразу ичкерие глакатиез, да? Хундек, ишт локач амца баха, ишт там, как бы, я хайуэл уже лахиеш положение хирюксик. Ненц представить, не, куза мероприятие, что по-моему, 6 августа посвящает, деш, там, гулдел, короче, хайши, хайкин, дистхульш, эта ситуация, хуй, от том, короче, добежу, шхилца, с момент, чуич, короче, и раз, и даю лучше гимн латин, массу халатин под гимн, короче, ичкери гимн латин. Очур эрлел, шухтал, хочу нещат. Раз, короче, да эрлел, шишт. Шуда да хухилла туда сюда, хэтич саунеден. Там маем свисет, динай пеп свисет, динай херду вожду ца дишовуца, отмаск шош. Отсул ты представить, да украинчиц, леч букош. Саунеден украинский гимн, даг ты буя была, да, цоку за митингшка, до уже. Короче, украинский туан был и палхала. Стига мег шухтан терм гимне слухш. Ишта декте буин. А ночи я глохшена уже да эра лелшта, стау паники был. Или халтага таешчи ишта. И украинский бяхка поднимайся, аллея, вот это бош. И начали эфира хилла кудар. Баленьер, ترتيب لا إذا ديك باخك النير شو ديك باخك تقي ترتيب بوير تقي تربح أصلا не тига моду вот они все короче как бы соучастники, да, то есть украинцам задают вот эту тему ситуация, да, Тигр? Да, там о батальонах, о вот этих вот движениях, то есть все пытаются скажем так, сделать, ну, вот эти, ну, лукавят, одним словом, да, то есть ложные какие-то, ложную информацию распространяют, там, какие-то наши батальоны, там, 5-е, 10-е, мы все за свободу, мы все там за свободу. А, кстати, Тойзен, Йозван, да, и чего, дикцадир, Тойзен, дикцадир, на хочу, я энцас. Скрипай луку, чурас ялца, хочу че, чуца перебит, че все цала душу, ател, я хуешь, мавайте. Хочу, аккурат ще да элэр, так да эл есть. Витам царь, модердите, да? Цвета роди эл. Гэр чури. Не, хочу само перебит, че, эруэл веш, мавайте. Вытурвайте. غدا حول بوش ويديت ديليت دي قير شو تسوي مغين اس ديليت شو ديليت Соук до жутте бол чухошен сюли нохчу матбуч ублюдк шухтан такие шаш нохчу дубош. Голубой ислам хер душе розовый ма душейник ишт мадац бош пучуч. Так, маршол хаш вистало. Маш тогыл Грешнешникионик радио Машу юч хазерсуна телеграм тя юош сялган томр лахвач сокраца ира чочурмаду шдуй Ду чур эзюкас как бы продолжай. Я язин махеллар цан хохчуа чочуа цани юю вишани хохчувачи ту армуду не обязательно там искать. Ну, хочу просто нога шла тушу, а тебя 24/7 дают эфир. Так, я моя зерьязу есть, хожу.
Киязя цадез прямо и что за посылки перейти до лопы. Пожалуйста, скопировать. Еду Рамштейн, а что я зашел? Чуть-чуть, а ты еще учим, 24 года. И что мду хочу, хайши кайхан хилара, это нормально тоже. Просто вот эти украинцы, Хинцгоен, они зашли, рассказывают. Там такие хорошие ребята, я ему руку дала, он говорит, у нас в Шумядинах не принято. Я потом спросила у Аль Капона, он говорит, в наших традициях так не принято. И мадиц, из них мадец, в наших традициях принято. Да, вай, в ушах, ваш нука, зудаш, кюк ходишь, айдалдац. И вообще, стаган я зучун, цанни кюк цакоудо, вай, в наших традициях, сути дальше. Вай, мерк етарду. То есть, и так, гергерло. Абсолютно верно. Мерк етарду. А вот эта вот традиция, там, руку дать, не дать, это уже религиозная, то есть религиозно-арабская тема. Поэтому неправильная подача информации, это нехорошо, это как бы вообще плохо, это зло. Надо правильно информацию подавать. Если ты, вот я более религиозный, я поэтому руку не даю, вот у нас вот так приписано. То есть держись на своих позициях. Не надо на наши традиции, на наш народ накидывать вообще извне вот это чуждые вещи. Да, у нас в традиции вот так вот, но я более, религиозный, салафит, поэтому я придерживаюсь вот этого. Все, тогда вопросы не возникают. Когда по чесноку все идет. А когда ты ты придерживаешься своих идеологий, а потом накидываешь это на нашу культуру, нет, так нехорошо. Потом своровали картины там где-то, дело начали расследовать, в перчатках там начали показания давать, они были в перчатках, когда воровали картины, то есть чтобы отпечатки пальцев не оставались. И эти потом дают интервью, отмазываются. Мы в перчатках были, потому что мы наоборот спасали картины, не воровали. А перчатки мы одели, потому что у нас, у чеченцев, не принято голыми руками трогать картины. Понимаешь, это полный бред. То есть у нас чеченцы вообще мощные художники есть у нас. Какая разница, харам нельзя рисовать туда-сюда, вот так и отбили многих, да, и сейчас это как бы, не, скажем так, интереса нету сейчас у молодежи рисовать, потому что эту тему как бы в негативном свете преподнесли, там харам, не харам, можно, не можно. Это другое, я имею в виду, что где у нас, у чеченцев, в культуре нельзя трогать картины голыми руками. То есть из-за того, что ты криминальщик, там, пытаешься свою какую-то там воровство, кражу, грабеж, отмазаться от этого, ты берешь на весь народ, накидываешь какое-то дерьмо. И потом там украинцы думают, ой, какие эти интересные обезьянки. Сидят там и вот так представляют, да? Поэтому сидеть и это оправдывать, я не знаю, еще больше вводить общественное заблуждение, это не есть выход из ситуации. Надо как есть разъяснять. Ты лично салафист, у тебя салам алейкум ва рахматуллахи ва куркулахи ва баракату, хренату, гунадинах. Пожалуйста, у нас, у чеченцев, другое приветствие. Машвол, дедектойл, машвол. Вот так вот мы всегда приветствовали, здоровались. Ассаламу алейкум — это уже религиозное приветствие. И у салафитов оно закреплено. То есть ты уже не имеешь права другие приветствия давать, кроме этих. А кефиром его давать вообще нельзя. И когда кефир дает тебе приветствие, мусульманину, салафиту, я не знаю, ты не можешь полностью взять его. Ты не можешь сказать «Ва алейкум салам», ты должен сказать «Ва алейкум», потому что это неверно тебе дает. И это надо правильно разъяснять, а не сидеть здесь.
Сбочен, ты да, на сейчас, короче, этого Зеленского лоханули по самой, не могу. То, что я говорил, к этому Лубянку и привела. Вот этот международный террорист Ажиев сейчас, короче, стоит рядом с Зеленским и это фото, видео делает. Сейчас полностью его подноготного на весь мир. Сейчас Лубянка начнет мусолить. Сейчас увидите. Этот Буданов, ты что ты говорил, используешь, да, Муджаедова? Я тебя предупреждал, что тебя Лубянка во все щели использует. Вот теперь лови момент. Мархаба, так грубить мади. Так, ладно. Массери Одика Юн. А сенс видео, да, это Ажиев. Маша Ойн. Ажиев, сосаться дашь, Зеленский, там. Садуа, короче. Все, ДРС Масена. Всем всех благ, всего хорошего, за подарки всем огромная благодарность. ДРС подарки. Хиттен лайк, короче, да, мэлэ чун хучва, ледер ло билейно био бага хияк шадек цуна интердол цуна белбол мэл Путинин напрямую. Аллах тронкал, вабилан фугас уллес.